Добрый день, друзья! Мы сегодня на канале Движ-Недвиж обсуждаем рынок недвижимости, о тенденциях рынка недвижимости, об недвижимости на Иссык-Куле, о покупателях, о первичном жилье, о вторичном жилье со специалистом в сфере недвижимости Пазылджаном Илимовым. $2000 заработка в месяц. Реальная сумма? Бедный у тебя купит товар. Средний у тебя купит услугу, а богатый купит тебя. Твои советы для начинающего риэлтора. Государство что же, умные, специалисты сидят. Что больше продается, первичка или вторичка? Недавно Ягуар себе взял. А человек, который хочет или покупает недвижимость за $400 000. Так просто портрет такого человека. Ты лично в какую недвижимость вкладываешь в Кыргызстане? Я как застройщик имел возможность с вами несколько раз пересечься. Вы нам предлагали пару интересных объектов, и я запомнил одну интересную вещь, что вы очень круто, классно упаковываете продукты, которые предлагаете, и это меня осталось в памяти, и я поэтому думаю, что вы, наверное, очень такой примерный риэлтор. Пазылджан, ты называешь себя брокером по недвижимости. Вот объясни мне, в чем разница между риэлтором и брокером? По большому счету, если брать в основу закон риэлторской деятельности от нашей страны, прошлого года, он в марте 2003 года вышел, вступил в законную силу, там прям прописано, кто такой брокер, кто такой риэлтор. И там есть свои обязательства у каждого из них, но мы в простонародье именуемся брокерами по той причине, что вот это вот амплуа риэлтора, оно довольно-таки очернено теми специалистами, которые вели довольно-таки недобросовестную работу. Поэтому мы решили отойти от этого и немножко взять шире общепризнанные деятельности риэлтора. Мы стараемся делать акценты на качество, на упаковку, на аналитику, вплоть до вооруженной охраны, что среднестатистический риэлтор у нас в стране не делает. Поэтому мы стараемся чем-то отличаться именно скиллами и функционалом. Очень интересно. Давайте, Пазылджан, вернемся на начало. Как вы оказались в строительной деятельности, точнее, в недвижимости, да? Это, кстати, оговорка по Фрейду, например. Я в строительном бизнесе тоже есть. Мы отстроили один объект и с головой в недвижимости. Но мне как-то больше импонирует именно сам процесс продажи. Меня многие могут узнать по сцене. Я с 17 лет на сцене вел мероприятия. И вот, то есть вы были ведущим? Я ведущим, да. На сегодняшний день 15 лет я как веду мероприятия. Сейчас это уже у меня осталось хобби, как уже 1,5 года. Так сказать, творческая отдушина. Но 9 лет назад, я помню, когда, я понимаю, мы играем в футбол как-то с друзьями, и вот 3 команды, как обычно бывает, 2 играют, одна сидит, и там прохладненько было. Я оперся на железную вот эту вот сеточку и понимаю, что на следующий день я просто не могу встать. Простудил спину. Я все 2-3 дня не могу просто перевернуться, я такой думаю, и такой лежу и думаю, слушай, как единственный мужчина в семье, мама как бы не молодеет, жена с ребенком, сестренка маленькая, думаю, надо что-то делать, так не пойдет. Со мной что-нибудь случится, потом все будет не очень хорошо. Я говорю, все завязано на мне. Я говорю, значит, нужно что-то, какой-то пассив, нужно бизнес открывать. И начал пробовать себя. Я там от аграрного сектора, от производства, от теплиц и так далее, там машины мы покупали, продавали, делали. На тот момент образования не было такого бизнес-образования. То есть Алапсатар это было все, что попроще немножко на тот момент. И потом... И у меня один мой товарищ, он занимался именно недвижимостью, покупкой, продажей. Я говорю, флиппингом занимался, ремонтом. Я говорю, слушай, ну-ка, подскажи мне, как быть, дай мне старт какой-то. И он мне дал мне свою квартиру, продал чуть подешевле, чем мог на рынке. Я сделал ремонт, продал. Я такой, чуть-чуть за копейку заработал. Я говорю, неплохо. Заработал. Чуть-чуть заработал. Первая сделка, первый раз, и уже сколько заработал? На тот момент мы заработали порядка... Я купил квартиру, я сделал ремонт, и это там, 2 месяца это все шло. Я заработал на тот момент порядка где-то $2,5-3 тысячи я заработал. Ой, прикольно. Вау, да? На тот момент, то есть раз я такой... Это 7 лет назад было? Это было где-то 6-5 лет назад. Я такой, прикольно. Я такой, и, собственно говоря, мы с другом потом месяц копить, давай вместе, говорю, покупать, продавать. Не всегда были успешные сделки, то есть были провальные сделки, но потом, когда ты научился свое продавать, я думаю, а почему бы не продать чужое? То есть, я уже научился, да, окей. Мне начали товарищи давать, слушай, помоги продать мою. Я такой, продал. А первый раз продал чужое, такой думаю, слушай, прикольно. Тоже вроде классно. То есть ты деньги не вкладываешь в покупку объекта, но предоставляешь хорошую услугу. Тоже копейка. Я думаю, неплохо. И мне
вот, коммуникация с людьми, многие этого не умеют, то есть не знают технические специально, как бы, какие-то ключевых моментов там, объектов недвижимости. И вот оттуда вот 5-6 лет назад и пошло, то есть мне вошло во вкус, я понял все, что остальное мне как-то не особо интересует, как недвижимость. Я говорю, здесь такое осязаемое, здесь деньги халал, да, то есть ты никого не обманываешь, как есть, да, допустим, говорим, то есть, ну, здесь, во-первых, и тяжело обмануть, люди, в принципе, люди образованные, умные. Вот и, собственно говоря, вот так я и пришел. И потом, когда уже я понимал, что невозможно сидеть на 2 стульях, я говорю, слушай, 1 год я пытался как-то и вести мероприятия, и вести продажи, и я понимал, что и там я не весь. Я думаю, ну, значит, нужно идти дальше, нужно развиваться. Я говорю, ну, значит, сцена теперь будет, пускай, хобби. По чесноку. На недвижимости больше же можно заработать, чем Нет. на проведение мероприятий. Поверьте, на проведение мероприятия можно заработать не меньше деньги, чем на недвижимость. Вот мы ошибались, друзья. Оказывается, есть деятельность, где тоже можно заработать неплохо. Да, абсолютно согласен. А вот ваша деятельность как тамада, да, получается, постановить? просто Ведущий, вроде да. тамада. Вы, как вы считаете, это вам помогает? Однозначно. Мне кажется, именно с этим скиллом, когда я зашел в продажи недвижимости, этот скилл мне и помог, этот навык мне и помог как-то немного выделиться среди общей массы специалистов по недвижимости. Вот, благодаря чему я, собственно говоря, перед вами и сижу замен. То есть вы же, собственно, видели те ролики и упаковку, а это непосредственно было благодаря вот этому навыку презентовать, да? Значит, сейчас уже вы 6 лет непосредственно занимаетесь. Я в недвижимости, да. Мы вплоть до того, что даже однажды открыли строительство. Меня пригласили в строительство. И я юрист по образованию, я работал в адвокатуре, в суде проходил практику. Я понимал, что по документам нехватка у нас ничего. Юрист по образованию, ведущий мероприятий. Да. Эксперт по недвижимости. Есть же хорошая крымская поговорка: мужчине 7 профессий мало, да, то есть как бы, ну вот... 70. Вот прошу, 70 профессий. Да. Это из той же серии, да, то есть и на тот момент меня пригласили как бы и инвестиционно влиться, и говорит, слушай, ну ты же такой скрупулезный человек, там, юрист, ну посмотри, я вижу, что, слушай, в документах, ну, АТАС, там чисто построить как физики, а потом это продать. Я говорю, ай, молбой, ты что? Потом, говорю, за жабры возьмут, мало не покажется. Да. Так не пойдет, давайте открывать строительную компанию. Мы лицензию получили, все, что как полагается, сделали, налоги заплатили. Говорю, ребят, сом налога не заплатим, потом фуда будет. Давайте лучше отдадим, как полагается, и будем спать спокойно. Да. То есть и так и получилось. Мы построили, открыли, сдали. Вот. И в этой сфере, в строительной сфере, она мне очень сильно помогает. Когда вот изнутри проходишь, и когда ты продаешь объекты, ты с застройщиком изнутри понимаешь, что он хочет, как он это сделал. Основные продукты, которые ты помогаешь продать или продаются через тебя, это жилые дома, квартиры, коммерческие объекты, офисы, участки. Что это? Вот все, что вы назвали, мы все и продаем. Все и У нас настолько небольшой рынок, что сегментироваться где-то определенно довольно-таки скучно. Потому что, ну, допустим, были бы мы где-нибудь, ну, допустим, там, давайте так, в России, да, всю Россию охватывали, рынок огромный. И тогда можно прям сегментироваться. На нашем поприще, в принципе, рынок у нас, по большому счету, в недвижимости такой наиболее динамичный. Это, по большому счету, если брать жилой фонд, это Бишкек. Да, то есть по Бишкеку, ну, Бишкек, там, Иссык-Куль и туристического характера, да, объекты. И вот там можно чисто, вот, здесь у нас там сегментируешься, и получается, ну, довольно-таки маловато. Поэтому, возможно, я могу ошибаться, и это я всего лишь в недвижимости, там, 6 лет. И вот даже после 6 лет моего пребывания в этой сфере, я считаю, что я знаю про недвижимость на 6% из 100. То есть, несмотря на то, что там проходил практику в Арабских Эмиратах, там обучался и там у специалистов в Нью-Йорке, да, то есть с Нью-Йорка, то есть мы разговаривали, и я понимаю, что недвижимость настолько обширная и настолько глубокая сфера, что, не знаю, жизни, наверное, не хватит, чтобы ее постичь прям на 100%. Но, тем не менее, у нас рынок маленький, поэтому... Все же относительно. Все относительно. Относительно, конечно, там России, да даже того же самого Казахстана, рынок у нас, конечно, прям очень небольшой. На данный момент нашего масштаба нашей компании мы работаем со всей недвижимостью. Сколько человек в вашей компании? На данный момент у нас около 9 человек, 8-9 человек. Почему я говорю 8-9? Потому что у нас один человек в офисе сидит в Дубае. То есть это человек, который там специалист по своей сфере. На аутсорс, да. То есть, ну, я считаю, что он, в принципе, в нашей команде, да. То есть это... А вот все 9 человек, это, по сути, они все... как вы называете, брокер? Нет, только 3 брокера у нас. 3 брокера на данный момент, вот мы сейчас... А остальные 6? А остальные это маркетолог, это... То же самое, таргетолог, юрист, да, у нас бухгалтер, потом оператор, потом есть монтажер. То есть вот эти все люди... Поддерживающие. Да, и без них бы я такие ролики и такую презентацию продаж таких сделал.
для моего представления, вот команда из 9 человек, 3, скажем так, бомбардира, да, которые на передовой. Фронтовика. Да. Сколько единиц недвижимости или сколько сделок в месяц получается сделать по продаже? По продажам, ну, вот за прошлые 2 месяца, вот с Нового года, мы продали порядка 7 объектов. 7 объектов. 7 объектов продали, да. Прошу, нет, надо посмотреть точно. Около 6-7 объектов продали. Это одно заведение мы продали, потом мы продали дом, продали квартиру. То есть, ну, продажи идут. А если вот за год взять? Приблизительно ежемесячно сколько получается? Или тоже очень... Я признаюсь честно, сейчас сказать количество надо будет посмотреть, отвлечься на телефон. А если по объему, за прошлый год один специалист мой продал посодействовал в продаже, да, нашим товарищам, клиентам на 2,5 миллиона долларов. Это сумма. Это в сумме. На год он на такую сумму он продал, помог клиентам продать на 2,5 миллиона долларов. 22 объекта. Как вы оцениваете, это хороший показатель, это слабый показатель? Продал не я. Нет. То есть это не мои продажи, это продажи моего сотрудника, который ровно год назад сел ко мне нулевой. То есть он был совсем с другой сферы. Если не секрет, вот он год поработал, новичок, продал 22 объекта недвижимости за 1 год на общую сумму 2,5 миллиона долларов. Сколько забрал домой? Почему я этот вопрос спрашиваю? Я лично считаю, что риэлторская деятельность, она достаточно прибыльная и доходная, если его правильно делать, и достойный заработок получается. И еще самое главное, умение общаться с клиентом нарабатывается, это навык, плюс еще понимание рынка появляется, игроков на рынке. Поэтому для всех, кто хочет заняться, последующим строительством или еще с чем инвестированием, да, очень советую обычно начать с риэлторства. И вот, как вы сказали, классный пример привели, сотрудника, который за 1 год такие результаты показал, и мне просто хотелось, чтобы наши зрители услышали вот реалистично, сколько можно человеку. Ну, опять же, нужно понимать, что он это сделал не самостоятельно, то бишь у него был руководитель в моем лице. Понятное дело, первые продажи, грубо говоря, были мои продажи его руками, да, потому что человек пока только там пытался, учился, да, это делать. И, например, я удивляюсь многим компаниям, например, которые 2 недели, 3 недели обучения и выпускают готовый специалист. Да, черт там плавал готовый специалист. Вот человек сейчас 1 год только в продажах, да, в недвижимости, и вот только по истечению 1 года, и сам он со мной тоже соглашается, он из себя что-то представляет. Ладно, по другому вопросу скажу. У нас в компании строительные в отделе продаж сотрудники получают 1% от суммы сделки. Угу. Я знаю, что на рынке риэлторы получают от 1 до 3% от суммы сделки. Угу. Как устроена, скажем так, система у вас, скажем, комиссионная часть от суммы сделки, ну и приблизительно сколько перепадает на душу. Ориентировочно можно вилку дать на сотрудника, который, допустим, захотел бы у вас поработать. В среднем в нашей компании мы берем с продажи в среднем 3%. Бывает, где-то можем взять и 1, бывает, можем взять и 5% именно от суммы сделки. Да, и в зависимости от квалификации специалиста, например, если новичок, то у него процент меньше, потому что большая часть уходит в Европу. Да, то есть потому что, посадили. То есть его руководитель больше получает? Да, не то, что больше, да. То есть нужно понимать, что на зарплату РОПа тоже уходят немаленькие деньги, потому что, тратится время. В среднем от 25 до 70% от комиссии может получить брокер в компании. Mm-hmm. Да, то есть сама компания может забрать, давайте так, от 75 всего лишь до 30%, в зависимости от квалификации. При 3% это может дойти до 1%, получается. Ну да. А то и больше. Да, а то и больше. 1-2% с продажи может он получить. Допустим, я решил обратиться в вашу компанию с просьбой продать 1 объект недвижимости, то бишь квартиру, да? И мы договариваемся от 3 или 5%. От чего это зависит? От вашего объекта. То есть, если вы сложнее продать, вы больше берете или как? Признаюсь честно, по большому счету. Такие. Во-первых, если, например, это коттедж на Иссык-Куле, да, то там будет 5%.
Потому что энергии, силы, Да, расходы, это энергозатраты, туда ездить, туда принимать, показывать. показы и так далее, и так далее. Ну и в целом нужно, ну, как бы понимать, там комиссия примерно такая. По большому счету, если бы у нас был бы там локально свой филиал, то, возможно, там бы локально сам филиал брал бы и там сотрудники, они брали бы там, ну, там около 3, допустим, да, И собственник недвижимости больше ни на какие расходы больше не несет. То есть не вкладывает мы в рекламу. ни суммы не берем. Но, опять же, в нашем договоре имеется такой пункт, где заказчик, да, наших услуг может понести какие-то расходы в случае необходимости. То есть, к примеру, давайте, допустим, гипотетически, мы продаем какой-нибудь там нефтеперерабатывающий завод. Да. Это бизнес, да, то есть мы продаем, там есть оценка, доходная оценка, потом смежная и так далее. И мы понимаем, что для того, чтобы там презентовать этот объект там где-то на слете нефтяников, где-то там, не знаю, в Екатеринбурге, нужно понести расходы. Мы понимаем, что там вероятность заработка, и так далее, и мы предлагаем заказчику: слушай, давай мы нашего сотрудника упакованно отправим туда, расходы мы с тобой разделим там. Потому что понимаем, что эти расходы выходят за рамки нашего предположения, и тогда мы можем предложить не то по согласованию, да. Вот, поэтому я продавал один из заводов, и был такой слет там определенных специалистов, и я предложил, говорю, давайте так-то, 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 так-то сделаем, да, на что, ну, на тот момент этот слет был, оказывается, там не совсем правильной целевой аудиторией, мы потом это согласился человек, ну, мы потом поняли, что, оказывается, овчинка выделки не стоит, мы не стали. Но человек может понести. Но давайте, если брать дома, участки в нашем городе, то человек просто только поставил подпись, ни суммы мы с него не берем. Все расходы мы берем на себя. Там от аналитики до вооруженной охраны мы сами все обеспечим. Вот очень часто бывает так, что как бы вы привели клиента, вроде сделка не состоялась, Так. ваш контракт закончился, через какое-то время этот человек обратно к нему пошел, и сделка состоялась. Особенно у больших объектов. Ну, я не знаю, под предлогом, что у него другое встречное предложение сделал, то и все. И вы как бы узнаете через пару месяцев, что, оказывается, объект продался. Бывали такие случаи? И как вы защищены вообще законом от таких ситуаций? Здесь помогает моя юридическая практика, мое образование, а также там практика в судах, в делах, ежедневные случаи. Особенно у наших коллег, когда, к примеру, допустим, там у меня, я понимаю, через неделю заканчивается контракт, и пришел Бакыт, допустим, Бакыт, слушай, там не через неделю, приходи через 2 недели. Там закончится, да, контракт бюджет, потом не лет, мы там зачем лишний раз там тебе скидочку будет. Это сплошь и рядом. У нас, ну, как бы население такое, оно пытается где-то больше заработать. Да, лазейки найти. Да, пытается. В этом отношении мы себя, во-первых, у нас юрлицо, и у нас договор есть, и там есть такой пункт, что всех тех, кто у нас смотрит объекты, мы вносим в акт осмотра. То есть, допустим, вот вы, Замир, пришли посмотреть объект, который я продаю по контракту. Я вам его показал, и вы расписываете, что я, вот, Замир, посмотрел такого-то числа в такое-то, и поставили подпись. Там же стоит моя подпись как исполнителя и заказчика подпись. Все. Ну и есть пункт, что по истечению контракта, если в течение полугода вы или ваши аффилированные лица покупают, это считается наш объект, мы дальше, значит, доводим сделку до конца и должны будем получить свои заработанные деньги. А вот на практике неужели вы подаете в суд или обращаетесь? Более того, мы выиграли суд. То есть вы подавали в суд? Мы подали в суд один раз, мы выиграли этот суд, потом на практике у нас было досудебное разбирательство, мы там тоже выиграли, потому что мы четко ценим свои ресурсы, которые вкладываем. И вот к слову вашему вопросу, там, сколько получает брокер, да, почему никто не задает вопрос, а сколько он вкладывает? Ну да. Они все думают, что они брокеры или вот как... Оттуда и, по-моему, негативное отношение к риэлторам. Все думают, халявщики, там, посредники какие-то. Вот какие-то трассовики, да, то есть район там подвигали. На языке 90-х говорит, там трассовики какие-то. Ну, знаете, вот за этот год специалист, во-первых, он прошел несколько курсов. Да, то есть курс оценщика прошел, курс там по технической специализации именно объектов, как строится, что такое там подушка, там фундамент, допустим, там такой-сякой, из чего делается и так далее. Он это знает, он прошел курсы, он прошел там курсы оценщика, он книги, 10 книг за год изучил, да, прочитал, переварил, и даже, и человек должен еще мало того рассказать, как он это понял, да, то есть он с 9 утра ровно в 9:00 приходит до 19:00, то есть
человек тратит свой ресурс не просто так, знаете, в халпеле, там, как считают риэлторов, да, то есть, ну, признаюсь честно, такие тоже были, не все, конечно, но были такие, там, честно, просто узнал, что сосед, там, бабушка квартиру продает, и вот пытается что-то как-то заработать на этом, да, но сейчас время другое. Шабаш, да, сейчас нет, это профессия. Продажа недвижимости — это прям профессия, и вкладывать здесь надо немало, да, то есть в себя вкладывать, в свое мышление вкладывать, в ум, Умение общаться. Выявлять потребность. Конечно, коммуницировать, презентовать объект, узнать, да, то есть, допустим, продай дом, я не знаю, говорю, какой фундамент, я не знаю, то, окей, значит, надо найти специалиста, конструктора, кто это конструктирует, где проект, посмотреть там, что, как, потому что вопросы задавать будут, а я дом продаю за 500 000, как бы нужно понимать. Вот дом покупайте, ну, так не пойдет. Поэтому по вложениям специалист в себя должен вкладывать. Целый год должен вложить, чтобы себя что-то представлять, да, и чтобы начать зарабатывать, и чтобы ему хватало на жизнь и на Вот вы для себя делали оценку о том, вот из всей продаваемой недвижимости, ну ладно, пусть вокруг Бишкека, да? Так. Какая доля продается через услуги риэлторов вообще? Проходит через риэлторов, а какая часть напрямую от собственника? Вот я помню раньше, например, «Вечерка», «Мое жилье», там всегда писали, что какое-то продается что-то без посредников, ну, как бы без, ну, типа, агентством не обращаться, ну, отдельно писали. Вот, а сейчас как бы в интернете все выкладывается, и в некоторых местах видишь, что это агентство, там, кстати, еще такая интересная вещь, один и тот же объект, одно и то же объявление, там, скриншотится и заново переставляется всеми этими на Лалафло, да, как бы, и звонишь, и вроде один и тот же объект. Вот, ну, как бы, есть приблизительная оценка? Понимание. Да, вот если брать аренду, то 80% аренда продается, так называемая. 80% 80% аренды через в риэлтор. Ресторане Бишкеке, да? Через риэлтора. А почему? Неужели люди не могут сами аренду сдать? Или показывать много надо? Или чего боятся? Почему? Ну, во-первых, люди не хотят лишний раз тратить время. Потом, к примеру, нужно сдать квартиру, а он на работе. Еще, допустим, работает на госслужбе. Он где-то на совещании, ему звонят. Все. И он как бы, слушай, давайте вы сдаете там на 10 Да. нет. Но и как бы есть кого спрашивать, чтобы был там... Ты же сдал. Да, ты же арендатор, чтобы там А вот и не курил, шел не пил и человек так далее. недобросовестно, что-то там поломал. Неужели риэлторы могут нормально предъявить? Ну, в данном случае риэлтор может предотвратить это дело. То есть он может заранее, заблаговременно как-то понять, кто здесь будет жить, какие-то требования свои, да. Он некий какой-то фильтр, да. Это по аренде. По продаже, я считаю, что личное мое наблюдение, субъективно, 50 на 50 это сделки собственники и специалисты по недвижимости. Да? То есть половина продается через специалиста, половина продается через собственника. У нас же новое жилье или новая недвижимость, которая вновь строящаяся, она обычно же через строительные компании проходит. Они к вам обращаются с просьбой, там, я не знаю, взять отдел продаж там, на аутсорс или там. И тогда какие условия, как вы работаете? Ну, в данном случае у нас были такие обращения, когда строительные компании обращаются с помощью с продажи. Два случая было, когда, точнее, два вида обращений. Первый, когда компания не имеет отдел продаж и говорит, слушайте, продайте нам объект. Ну, то бишь, отдел продаж на аутсорсе. Второй, когда уже есть свой отдел продаж, что говорят, слушайте, давайте вы тоже посодействуете нам. Это два разных вида договоренности между компанией и нами. Почему? Потому что, к примеру, в первом случае, когда у них нет отдела продаж, ты понимаешь, что вся рекламная кампания будет нести немаленькие средства, затраты, и это будем нести мы. Да, и понятно, что тогда и комиссия должна быть у нас соответствующая. Во втором случае, когда есть свой отдел продаж, у них уже есть своя реклама, в данном случае ты работаешь на базу клиентов. Да, ты больше работаешь на базу клиентов, и там клиент, который там у тебя лид какой-то есть, ты его там раз привел к этому объекту. Тогда тоже договоренности разные. То есть это уже обсуждается индивидуально с каждой компанией, но мы сейчас с одной компанией, не буду называть, мы сейчас с ними разрабатываем определенный документ, который может обезопасить. И вот здесь мне благо удалось донести до них следующую мысль. Говорю, ребят, мы, допустим, специалисты по недвижимости, мы продаем не объекты. Объекты продают вы, застройщик. Это вы продаете объект. Вы застройщик, вы производитель, грубо говоря. Я продаю информацию лишь о вашем объекте. То есть я продаю информацию, что вот он продает и вот так-то, так-то об объекте. Да? У нас с вами... И у меня должна быть информационная безопасность. Да, что я вот эту информацию предоставляю, и я как-то защищен, да, что я не просто так потратил время.
И вот в этом случае мы сейчас разрабатываем документ, они должны предоставить, наш юрист должен это все перепроверить, и вот мы должны какой-то составить. Вот такие же документы вот в Арабских Эмиратах, они вот так и работают. Вот я знаю, что большинство девелоперов там в Арабских Эмиратах выпускают объекты недвижимости на рынок, а обычно через риэлторов. То есть, по сути, там даже риэлторы с деньгами, они скупают эту недвижимость и блокируют как-то, и потом через них только продается. А сами застройщики как бы сильно не заморачиваются. Правда ли это? И как вы видите, мы к этому придем или все-таки отделы продаж компании будут, скажем так, лидировать? Вот имеет место быть, вот то все, что вы говорите, что в Арабских Эмиратах там больше продаются через специалистов, да, так и есть. Там, давайте так, наверное, я считаю, 80% продается, недвижимость продается через специалистов. Да? И лишь там 20% там сам отдел продаж продает, потому что там настолько крутые отделы продаж, что ни одна строительная компания себе такое... за исключением некоторых из них, там, которые, кто знает... Ну, там очень назойливые, они там не отдают. Да, они просто... Там просто... Если случайно... Мало того, они... Даже если вы не звонили им, они как-то найдут ваш номер телефона. А это обратно не играет, как бы. Я вот пару раз оставлял, и потом мне настолько это все надоело, я говорю, хватит, не звоните уже мне, я не буду покупать, да, например. Но вы зашли в тот процент, который реально не заинтересован в покупке. Ага. А есть же те, кто заинтересован. То есть они на них правда. Они это оправдывают. Конечно, их звонки, это холодные звонки, да, там, из 100 звонков хотя бы если 2-3 человека заинтересованы, уже классно. То есть у них настолько такой процент, что нормально. Вот там, да, там продается в большинстве своем через специалистов, но там специалисты, они в реестре, и у них есть документ, что он специалист по недвижимости. А это кто-то удостоверяет? Это государство. Да, что ты получил вот сертификат. Не каждый второй может стать риэлтором. Не каждый второй. То есть, понятно, что есть те, кто еще не дошли до сертификата, они там как-то пытаются там что-то что-то заработать, учатся, да. Вот, но у них есть специалист, который... Такой вопрос более такой, наверное, личный, щепетильный. Да. Ваша самая крупная сделка и сколько вы на ней заработали? Самый крупный объект, который мне дали на продажу, это $8,5 миллионов. Да, но мы его еще до сих пор продаем. Также объекты миллионники. Тот, который мы довели до продажи, на данный момент это дом и квартира 350 тысяч. $350 тысяч мы довели до... То есть заключили сделку, заключили раз полностью, да. То есть. И ваша... Ну, считайте, 350, считайте... $11 тысяч? Почти $11 тысяч комиссионных было. Да? И с хозяином нормально все как положено заплатили. Да. За исключением квартиры. Квартира, которую мы продали за $310 тысяч, там мадам не захотела давать. Ну, то, что она там отлынивала, половину дала, половину там туда-сюда. В конечном итоге я вот так бит-ми-бит разговаривал с ее адвокатом. И после разговора с ним я дал понять, что, слушайте, вам так с рук не сойдет, и нам отдали эту часть. Это вообще очень интересная история, когда мы вот с ней, казалось бы... Вот вы как объясняете себе, вот что у нашей психологии или нашего народа, или вот общества, что вот вроде бы дело сделано, все классно, наоборот, от души поблагодарить, да, я сказал, молодец, красавчик, да, вот так держать, там, будет у меня еще недвижимость, я тебе еще раз скажу, дам, да? А нет, вот как бы уже как бы деньги получили, сделка закончилась, а вот не хотим давать. Мы на берегу объясняем. Когда мы берем объект на продажу, мы говорим, допустим, там, ISLG, к примеру, да, там раз, вот, пожалуйста, прочитайте наш договор, почитайте там все, там, задайте вопросы, чтобы вам потом там вопросов не было. Да. Да, то есть мы работаем по эксклюзиву, допустим, да, так-то там, у нас такие условия, потом там после продажи вот такие это будет. Мы им на берегу объясняем. Да, все, что подписали, что вопросов потом не было. Спросите, я каждый пункт. Но тем не менее, И тем не менее, вот, давайте случай возьмем вот мадам, которая нам не захотела половину отдавать за нашей комиссии. Ну, человек просто, видать, так человек же не объяснил, самое главное. Мы же не виделись потом, не разговаривали, самое интересное. Вот человек скрывается, говорит, ну, в день сделки наполовину дали, говорит, ой, я там что-то вот закинула вот ячейку, что-то забыла. Давайте завтра увидимся в банке, я вам отдам. Я говорю, все, ну как бы, что, мы же люди все, ну, все за не вопрос, хорошо. На следующий день пара приезжает в назначенное время, Нет. Я звоню, говорю, мы встречаемся, ой, я заболела. А я, как взрослый человек, ну как так может? Я говорю, хорошо, ладно. Я говорю, ну и уже
чувствую, жареным пахнет. Думаю, ладно. Сейчас будет меня Я такой, понятно, думаю, ладно. Я говорю, что будем делать? Хорошо, ладно. Дайте мне пару дней, я сейчас выздоровлю. Как раз было там четверг-пятница, я говорю, ну ладно. Там человек выздоровеет туда-сюда, там в понедельник. Я в понедельник, без, что там, как дела, туда, ой, что-то меня на операцию ложат, ой, там что-то без замки еще что-то случилось. Я думаю, так, понятно, я вижу, меня футбол, потом не берут трубку, не отвечают на сообщения, я такой, так, ага. Я такой, так, несите договор, говорю, договор несите. Я читаю договор, так освежить память, я говорю, хорошо, досудебку проведем. Я говорю, досудебку я сам, как руководитель, взял на себя, мы написали письмо, что там, пожалуйста, согласно пункту такому-то нашего договора, вы должны там... И в противном случае будем обращаться... А там, женщина, она насколько знаю, она без мужа живет, сама живет в квартире, довольно-таки в хорошем комплексе. Я думаю, как? А я после работы, как ее найти? И думаю, наверное, вечером поехал. Уже светло было, часов 6. Я где-то час-полтора там пробыл, и где-то уже было 7:30, 8, и приехал, но уже темно. Я думаю, такой, сейчас, как черный риэлтор, подойду, и давай бабки. Как-то думаю, что-то, наверное, будет, некрасиво, не камильфо, за женщине ночью подошел, давай деньги. Я такой раз, не стал подходить, думаю, окей, ладно, он будет что-то несимпатично, так раз пускай зайдет. И я в машину письмо просто оставил, в дверь, прям в окно засунул. Письмо полностью с адреса. И все, человек на следующий день она звонит, говорит, ой, вместе со своими письмами запугиваете. Сейчас, подождите, я дам своему адвокату. И я такой, глаза мне, адвокат. Ты человек подписал, как? И мне очень удивило поведение. Я говорю, давай, адвокат. Я говорю, так-то давайте встретимся. Я говорю, давайте встретимся. Мы потом встретились, в Хаяте встретились, мы разговариваем. Взрослый дядька такой, опытный адвокат. И мы с ним на языке юриспруденции. Давай разговаривать. Я говорю, так-то, байки. Я говорю, смотрите, вот пункты, пожалуйста. Подпись, пожалуйста, если можете провести экспертизу, что это ее подпись. То есть мы не заставляли, не под натиском, пожалуйста, мы провели такую-то работу. Я говорю, в противном случае, если человек не отдаст, то мы у нас как раз был уже мы могли через неделю уже подавать иск. У нас был срок, определенные эти были сроки. Я говорю, мы подадим. Я говорю, в таком случае ваш клиент даст не такую сумму, а еще в 3 раза больше. Вы проиграете. Он такой, он вымолвил ту фразу, говорит, конечно, долг крашен платежом. И мне предлагает, давайте, Пазлджан, у меня здесь сумки, они нам должны были порядка 4,5 тысяч долларов, остались. У меня здесь сумки, говорит, $2000. Давай, халас на это. Я вспомнил фильм «Рекетир» какой-то, давай это и халас. Я такой говорю, оставьте эти деньги, говорю, вашему клиенту понадобится эта сумма для адвоката. Я говорю, нет. Здесь уже вопрос принципа, не денег абсолютно, я такой, окей, хорошо, и через 3 дня нам привезли деньги, всю полную сумму, которую нам должны были. Я такой, мне удалось донести до сведения человека, слушай, это благо человек оказался более-менее благоразумным, относительно той части. Взвесил, они поняли, адвокат сказал, слушай, они съедят тебя А мы бы на принцип пошли, мы бы давили до конца. Я год-два судить, я бы довел до конца. То есть я пошел бы на принцип. То есть так нельзя поступать людьми. Тем более с моими сотрудниками. Второй же процесс, где мы до суда довели, мы выиграли, там человек абсолютно просто об стенку горох. Он не понимает, и все. Я говорю, зачем тогда вы с нами, зачем вы нас нанимали? Мы потратили время, ресурсы, деньги, сколько. Человек, говорю, мой сотрудник, он бы мог с дочкой сидеть, обниматься, что-то играться с ней. Нет, он в вашей квартире занимался. Я говорю, слушайте, что сделали? Нет, все, окей, хорошо. Ладно, мы подали в суд. Так что... у нас... наверное, на самом деле, многие риэлторы не настолько подкованы, как вы, а недвижимость продают такие байкешки, дядьки, у всех какие-то связи влиятельные, и они когда так поступают, а что они могут сделать, такая, ладно, наверное, и так уходят, и поэтому как-то, раз прокатывала, 2 раза прокатывала, я так сделаю, что он... Не латали, лох, да вообще. Не, даже не то, что, Сергей разывал, давай. Это зависит, мне кажется, от образованности населения. То есть, откровенно говоря, 100 лет назад у нас здесь в юртах жили и на лошадях ходили. И об образовании речи мало было, То есть у нас здесь было, с образованием очень... на тот момент, считайте, 1924 год, Бишкек, на тот момент Бишкек
как бы, или Эльфрузы, я уже не помню, как это называется. То есть люди были... И вот сейчас наше поколение уже гораздо более образованное. Да? Но опять же, остается вот этот вот бэкграунд необразованности. То есть люди... Я не говорю про воспитание, чисто про образованность. Да? То есть... Это разве это образование? Что? Это не вот это честность внутренняя человека, нет? Ну, в том числе, давайте, это, наверное, такая, это некий симбиоз Симбиоз, воспитания и образованности. Например, люди могут быть оба воспитаны, но правильно не договорились, вот у них конфликт. Хотя оба воспитаны, да. не договорились, неправильно друг друга поняли. А в части образованности человек понимает, что, слушай, там еще и помимо тебя сулят там какие-то проблемы, да, и, слушай, в целом это давай там договариваться более тщательно. Понятно. Ну, Пазылджан, давай немножко на другую тему. Вот у тебя 6 лет, 7 лет даже опыта, за спиной много контрактов. Что ты посоветуешь? С чего начать? Как поступить? Кого слушать? Сейчас на YouTube, я знаю, много чего можно слушать, да? Как сделать первую сделку? В основном, как я понимаю, продаются через Instagram, Лолофо, или как-то, или есть еще другие, да, способы, там, на YouTube, может быть, да? Вот. Ну, твои советы для начинающего риэлтора. Я бы посоветовал специалисту, человеку, который хочет стать специалистом или начать первые шаги, во-первых, либо найти человека, на которого он бы хотел похож, возможно, на нашем поприще в Бишкеке, зная там лично или хотя бы через 2-3 рукопожатия человека, и сказать, слушайте, можно я поучусь сегодня? Да, и у него научится продажам. Если нет, то либо свою, либо там байкешкину, недежкину, там соседскую квартиру попробовать продать. Да, если он хочет таким путем пойти чисто вот на практике, то попробуй продай. Да, то есть, и там уже сама практика тебе подскажет. Да, тебе жизнь научит, грубо говоря. То есть, как продавать? Столкнешься со звонками, столкнешься с тем, что там недооценил, почему не проходит товар, почему объект не уходит, не продается, потому что, оказывается, дорого. Потом человек научится оценивать. Оказывается, столько времени потратил, оказывается, дорого. Будет ценить свое время, научится оценивать. После того, как научился оценивать, он поймет, что лучше продавать тогда вообще. Ну, и, в общем, пускай попробует. Попробует свою продать, либо понаблюдает за тем, кто это уже делает. Просто рядом прям сядет и прям поездит с ним, послушает его звонки, послушает, увидит, как он разрывается, берет телефон за руль, ему звонят, и он не может ответить где-то нам на показах, где-то на объектах. Пускай просто рядом походит и поймет. Мне кажется, даже вот этот путь вернее. Вайб поймает. Вайб поймает, да, но здесь денег, конечно, он не видит, но вайб точно он увидит. Блин, как это оказывается? То есть, но опять же, здесь зависит от специалиста, к кому он попадет. То есть, есть, например, там, есть специалисты, риэлторы, которые Болэверит, Гетэверит работают, а есть те, кто относится к этому системно, да, то есть нет, нужно вот там как-то так, системная работа, да, уже полагаясь там на статистику, на знания. Поэтому мой главный совет людям, которые хотят пойти там в продажу, пусть они посмотрят и прям сядут рядом с тем, кто продает, и по недельку посидят с ними. $2000 заработка в месяц. Первый год работы риэлтора реальная сумма? Да. То есть $2000 в месяц это реально для начинающего риэлтора. Ну, смотря с кем он начинал. Смотря с кем начинал, если сам, то будет сложно. Хотя бы, ну, чтобы не обманывать там, а так реалистично. Вполне реально. Вполне реально. Вполне реально. Вполне, то есть без проблем. Ну, зависит, конечно, от человека. Но в целом, я говорю, да, это реально. Вот как бы я... Так вот, ребята, $2000 в месяц для риэлтора в Кыргызстане. Это реально, можно зарабатывать, не надо никуда уезжать. Но при этом 1000 ты должен будешь опять вложить обратно. Почему? Свое образование. Вот это. Свое образование. Дальнейшее. Конечно, свое образование, свой внешний вид. В те же самые книги, да даже на тренировках. Вот, все. Подтвердит, правда ли это? Ну да. Говорят, что самое первое на встрече по продаже, когда человек должен себя продать, а потом продукт. И вот когда ты сказал там, вложиться в одежду там, я понимаю, ты тоже это хотел сказать, потому что сначала покупатель должен начать уважать тебя как собеседника, как специалиста, да, и только потом готов будет у тебя кто-то купить. Это, наверное, наиболее верный путь к правильной сделке. Абсолютно с вами согласен. По той причине, что покупка недвижимости в среднем
человек за свою жизнь сталкивается 1-2 раза. Покупка или продажа недвижимости. Давайте, исходить из тех людей, которые просто живут там в недвижимости, то есть не занимаются. 1-2 раза в жизни, так же, как и со свадьбами, грубо говоря, 1 раз в среднем. Так вот, и это же человек сколько копытил, работал, и вот он хочет потратить свои деньги на покупку. Да, и это для него очень важно. И когда, например, человек не вызывает доверия своим говором, внешностью, поведением и так далее, информированностью об объекте, конечно, он не захочет через него покупать, да, то есть даже если ему сильно надо, он найдет другого специалиста, либо напрямую пойдет. В общем, я считаю, что да. Вот и хорошая поговорка есть. Если ты что-то продаешь, бедный у тебя купит товар, средний у тебя купит услугу, а богатый купит тебя. И если он купил тебя, ему не важно, что ты продаешь, он купит все. Просто потому, что он тебе доверяет. Давай еще раз повторим. Бедный купит товар, средний купит услугу, богатый тебя. купит тебя. Интересно. И поэтому нужно продавать в том числе и себя, да, как специалиста. С чего ты бы порекомендовал начать? То есть какого продукта? Это квартиры, дом, участок или все, что попадется? Давайте так, Замир, вот когда у нас с вами, мы начинали с вами взрослеть, и мы там хотели общаться с девушками. Да. Мы же не выбирали, с кого начинать, с кем начать общаться. Там же кто попадется. Мы же так, то есть, как-то там с ней попробуем. Кто рядом? Да, кто рядом, да, там, кто в поле зрения. Поэтому, я думаю, здесь, наверное, что попадется. Да, то есть, ты там по-любому поймешь. Все к одному ведется, да, то есть, все ведется к тому, что ты должен знать объект, знать, кто твой потребитель, оценить это все и правильно преподнести это все. Но я считаю, нужно быть честным. Не так, что ты еще ничего не продал, ты о себе заявляешь, я там специалист. Нет. Ты, что на это верит? Слушай, я вот начинаю, дайте я попробую. Вот ко мне придет человек, дай попробуй. Я наоборот скажу, слушай, за честность, давай, я это еще даже подскажу, давай попробуй. Все равно. А иначе человек ничего из себя не представляет. Я специалист крутой, давай продам. Потом скажем, слушай, это же все равно выйдет наружу. Вот, Пазылджан, исходя из твоего опыта, что больше продается? Первичка, это то есть от строительной компании или там ПСО, да? Или вторичка, которая, или советское здание, или уже построено там лет 5-10 назад уже? Здесь есть 2 показателя, 2 ответа. Если основываться на стат данных госрегистра, то больше всего сделок с вторичкой. Да, их там больше. А вот насколько больше? Насколько, я вам сейчас точно не скажу. Да? Их там... Их больше половины это со вторичкой. Почему? Потому что, во-первых, сколько лет этой вторичке, и сделки с ними гораздо больше. Простое объяснение, да, то есть, во-первых, да, это касательно сроков того, сколько это уже недвижимость стоит, сколько ей там уже лет. А во-вторых, много первички же не регистрируется в госрегистре. Да, то есть в практической части, да, я, наверное, не буду компетентен сказать прям точно, вот в Бишкеке вот так вот, потому что я как бы специалист не всея Бишкек, да, то есть не 100% недвижимости я владею Бишкеком, там информации нет. Но в нашей части мы больше работаем именно по первичке. По той причине, это наша позиция. Мы по вторичке особо не работаем, потому что у нас наши клиенты в большей степени это владельцы первичек, да, то есть так просто у нас появилось из практики, да. Как-то нам там поинтереснее, чем со вторичкой работать. Но в целом я считаю, что в большей степени недвижимость, конечно, уходит именно вторичка. Она дешевле, чаще всего, чем первичка, она дешевле. Да, вторичка, исходя из того, какое у нас население. В большей степени у нас население... Первичка... Почему? Потому что на первичке можно цену чуть больше поставить? Или там ассоциативное сравнение разное? А на вторичке там, где как будто устоявшийся рынок, и там цены чего определены. Наверное, это позиция нашей компании. Позиция моя. Она же должна быть, скорее всего, обоснованная. Я сейчас просто ресурсы, которые мы тратим, например, на первичку, которая стоит, грубо говоря, пускай будет $200 тысяч, да, или на вторичку, которая стоит, допустим, $70 тысяч, ресурсы тратятся плюс-минус одинаковые. А заработаем мы больше... Средний чек недвижимости, по которой вы продаете, сколько? Это от 150 до $400 тысяч. Понятно. Это вилка, где вы работаете, да, получается? Недвижимость, в которой вы работаете. Давайте так, нет. Это средний чек тех объектов, которые мы на сегодняшний день продали. Угу. Но средний чек тех объектов, которые мы сейчас продаем, да,
это от 200 до 1,5 миллиона. То есть мы же растем. Да. Это сегодня, я отвечаю на ваш вопрос, что мы продали Да. на 350 тысяч долларов, то есть один объект. Но, Завтра это будет 2 миллиона. но вы утверждаете, что в основном на рынке сделки происходят от 50 до 100? Или как? Не на рынке, у нас чисто. У вас я понял, а вообще на рынке? Здесь я некомпетентен сказать. Да? Это надо стать смотреть данные госрегистра. Они вам точно скажут, как... Вот такой вопрос у меня, да? Неужели люди покупают за 400 тысяч долларов деньги? Еще как. Да, у нас есть такие люди. И прям это не рассрочка, это не Наличными. бартер. это- Наличными. Конечно, имеет место. Давай так. Партнер, так далее. Просто портрет такого человека. Человек, который хочет или покупает недвижимость за 400 тысяч долларов. Просто вот, Как он выглядит? да, вот портрет опиши, пожалуйста. Вот и их два человека. Ага. Первый это вот прям на понтах человек, там, и на крутой машине, там, и такой, немножко такой требовательный, да, извините, вот, ну, как бы, да. Да, Таких- что хочет. Да, такой немножко дерзковатый, да, то есть, ну, я не скажу, что это плохо, это такие люди. Деловой человек. Деловой человек, да. Их, признать честно, меньше, процентов 30-40. Но в большей степени Картина, а он чем занимается? Кто? Вот этот человек. Это байк. зачастую никогда не узнаешь, чем он занимается. Ты не знаешь, они не говорят. Ну, нас это и не волнует. Мы же так, вы хотите купить, а чем вы занимаетесь? Вот этим, тогда не продадим. Ну, как бы, Не, ну да, я понимаю, ну как бы в ходе общения. ну, вот с теми нашими клиентами, с кем мы потом подружились, и потом чьи продажи тоже вели, Да. зачастую они занимаются, кто-то коммерцией занимается, кто-то занимается недвижимостью, да, у кого-то бизнес вообще на самом деле в другой стране, да, то есть вот как-то так. Кто-то занимается в аграрном секторе, да, агросекторе, там что-то там выращивают, продают. Кто-то в швейном бизнесе, да, такой, окей, здорово, классно. То есть вот приблизительно вот эта картина. Кто-то кухней занимается, да, то есть, ну, как бы, окей. Ну, то есть это предприниматели разные люди, да, то есть кто-то просто классный специалист, он там специалист почему же, IT-специалист, а у него объекты там такие. Но, видать, он работает на внешний рынок. на внешний рынок работает, и человеку платят, потому что он классный. Такие у нас тоже есть. И вот И вторая картина. вторая картина это Второй профиль. байкиш, такой простой, ну даже давайте не байкиш, это человек среднего и выше среднего возраста, да, то есть он где-то там 50. 40-50 лет ему. Он такой в самых простых штанишках, такой в футболочке, в шортах, может быть, там, в шлепках пришел. Вот у нас даже была такая продажа. Ребята, да, здрасте, говорит, у меня квартира интересует. Очень вежливые, простые, как 2 копейки. Вот мне понравилась квартира, говорит, ваша, так-то, так-то. Мне она понравилась, я, скорее всего, может, ее заберу. Вы можете показать ее, пожалуйста? Сейчас, конечно, давайте покажем. Мы пришли, он такой, простой вообще, то есть он в футболке человек. То есть, вы же не скажешь. Не скажешь, да, то есть, ну, как бы так, немножко щетиной даже, немножко такой небрежный. Ну, выходной день, кстати. Да. Вот такой, все, окей, я забираю. Мы такие, я на своем пути часто такое встречал, мне было неудивительно, но мой сотрудник, как так, Но, он говорит, да нет, навряд ли купит. Я говорю, ты не делай выводы. вот вы же догадки, наверное, делаете, откуда деньги у такого человека, чем он занимается? Мы даже, это чужой карман, мы туда не лезем, нас это не волнует. Мы делаем свою работу, лишние вопросы не задаем. Откуда деньги? Бэкграунд, представления нет. Если человеку потом понадобятся наши услуги, то потом в ходе разговора он обычно сам это рассказывает. Да у меня там журнал, и хочет, но лишних вопросов мы не задаем, нам это не нужно. Я помню, что говорили, что жилой дом продать сложнее, чем квартира, да? Ну, это такое, так что бытует мнение, банки их лучше оценивают, там думают, ликвидные квартиры, да? Вот было землетрясение в Турции в прошлом году, да, в этом году у нас качает там несколько недель. Вот недавно тоже было сильное, да? Это как-то повлияло на сделки? Да. И как бы преференции нашего населения там уйти в сторону там Диртама, да, там, скажем, да? Повлияло, в особенности после, как потрясло, первый раз, когда нас потрясло, меня лично, я шуганулся, честное слово. Ты в практике, да, такой. Звонки по квартирам у нас упали. Я это видел. Прикольно, окей, хорошо. После ситуации в Турции спрос и звонки по частным домам поднялись. Что касается чего больше, где продаем, в нашей практике у нас так повелось, что у нас очень много частных домов, которые мы взяли на продажу, мы продаем. И они уходят. Но чего прям больше на рынке, я здесь сказать не могу, это нужно, опять же, брать стат-данные, как бы. Но здесь клиент разный. Человек, которому нужен дом, он не возьмет квартиру.
человеку, которому нужна квартира, он не возьмет дом. Здесь уже чисто нужно из потребности исходить, да. По домам вот есть такие любимые районы из твоего опыта для ваших клиентов? Ну да, это все, что выше магистрали. Мне там лично нравится. Один из моих любимых районов, да, вот где частные дома, это вот район городка Браво. Да, вот, Ну, это самый виповый. да, тогда Киргизия, например, да, тут мне там и не просто так. Да, кто-то говорит там якобы разлом и так далее. Слушай, ну там дома-то одно-двухэтажные, то есть там же не этажки стоят. Да, близко к разлому. А говорят, какие-то Да. газы там могут выделяться из этого разлома вредный. Вроде от газового отравления там ничего ни разу никто не умер. Но опять же, знаете, если слушать темно, так ты в подъезде к квартире, может что-нибудь с тобой случиться. Мои любимые районы, да, это Браво, тут Ортосай и Киргизия. Это мои любимые районы. Мне нравится. А Ковджар, Чабиши, Короб, там вот эти все. Классные районы, но я говорю чисто лично мои предпочтения. Мне в большей степени нравится там. Инфраструктура, дороги и коммуникации. Там же очень дорогая недвижимость, там земля уже, я не знаю, вот Отосая, вокруг Отосая, там не знаю, минимум 25 тысяч за сотку уже. Раньше было 10, можно было купить. Сейчас 25, может быть, даже 30 тысяч за сотку, да? Там непростые люди могут себе позволить жить. Ну, не то, что непростые люди, которые знают, как, наверное, заработать деньги. Да, наверное, так. Там люди живут интересные, с ними интересно разговаривать. Знаете, я продал там первый мой такой дом, который я продал в Ортосае, он был такой. Для меня это была первая такая, на тот момент, дорогая продажа. Я его продал там за 200 тысяч долларов, это было там сколько лет назад. И я думаю, блин, классно. И знаете, с этим человеком очень интересно было разговаривать. Человек занимается продажей топлива для кораблей. Угу. То есть, во-первых, Корабли откуда, да? так он живет на две стороны, здесь живет, и в Великобритании. То есть, и знаете, с ним интересно, и он такой, да вот недавно Ягуар себе взял, там что-то, да вот про сигары, про Ягуар, поговорили про машины, там про судоходные. Экзотика, короче. Я так просто, вот я вышел за рамки привычных мне тем разговора, я такой его слушаю, и мне очень интересно. То есть это, ну, как бы непривычно наши обычные разговоры там с людьми, да, там с бизнесменами, а вообще что-то про другое, там, про сигары, там, а вот я вчера купил, да, там, да я вот завтра думаю, и покупки не за хлебом сходил, да, вот Ягуар вчера купил, да, там последней модели, там, топливо, не топливо, и такой, прикольно, и вот и это интересно. Карла Маркса, выше Горького, до Хумбаева или до Койбакарова, вот этот район. Там тоже очень много особняков. Очень. Как раз из подвала. Ну, опять же, здесь исходить из потребностей. Например, лично мое представление проживания в частном доме, Да. это ты подальше от города, у тебя тихо, так спокойно, да, то есть нет вот этой скорости, да, там улицы пошире, да. Вот те районы, которые вы назвали, там узкие улицы, потому что там, все застроено. И там живут те, кто хочет в частном доме, но в динамике города. Да, то есть они в динамике города. То есть, Лайфстайл такой. Да, лайфстайл. У меня, например, представление такое немножко подальше, Шашфа, это тоже как-то ты уже не торопишься. Умеренный, размеренный. То есть, вот я к этому хочу. То есть, это мои личные представления, да. То есть, а так, те районы классные. Нет у нас плохого района. Ты лично как вкладываешь, в какую недвижимость вкладываешь в Кыргызстане, Бишкеке, и где ты видишь перспективы? Если говорить о вкладах, то лучше всего вкладывать в то, что только начинает строиться. Да? На примере даже вашего BFT. Но здесь есть другая сторона, допустим. Когда ты хочешь вложиться в строящийся объект, Да. здесь должны быть гарантии того, что это все-таки достроится. Мгм. И достроится так, как планировалось. Да? То есть можно будет провести некую такую аналитику того, как меняются цены там, за последние годы. Да? То есть нам известно, что за последние 2 года недвижимость подорожала на 20%. Да. Ну, как бы, слушайте, на ровном месте. Да? То есть даже если у тебя была недвижимость, Общая просто там инфляция. плюс инфляция, плюс подорожание, плюс спрос на рынке, да? Да. Соотношение спроса и предложения. Я бы вкладывался в строящиеся объекты. Это, на мой взгляд, это выгодно. Да? Мгм. Но зависит от компании, как быстро они строят. Мгм. Да, допустим, 32 этажа с полной отделкой с песка до ключа за 1,5 года строят в Арабских Эмиратах. Мгм, да. 32 этажа с отделкой, с ремонтом. 3 смены. В 3 смены по 8 часов они работают. Ну, там как бы окупаемость, она очень быстренькая. У нас же, извини, это 3 года минимум, да, то есть вот стоит такое дело. С отделкой это, да, если не больше. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, вот строящиеся объекты, и что касается вложений, ну, на втором месте, наверное, я бы взял участки. Да, то есть участок, и смотря какой участок. К примеру, недавно в новостях объявили, что появится там дорога
объединяющая Ахумбаева с чем там, по-моему, с Чуем, что ли? Вот Гоголя-Московской, и там и до Ахумбаева там трассу сделали. Да. И вот нужно обладать такой информацией, аналитикой, чтобы ты понимаешь, ага, Думаю, дорога откроется. скоро дорога будет, там, ну, не знаю, год-два, значит, там можно сейчас пока купить участок у тех, кто, возможно, об этом еще не знает, и он может тебе продать, в принципе, по нынешним ценам. Подожди, год-два, там дорога будет, цены выросли. Вот как раз вопрос следующий. Недавно объявили о расширении МЧК. Часть там, нижняя часть, что-то на восток, что-то на запад, да, двигается. И твое мнение или твоя оценка, как это повлияет на рынок недвижимости? Участки чуть подешевеют или наоборот все новое поднимется в цене и все так же останется? Потому что вдруг становится больше вариантов. Ты едешь, например, в Уроки, покупаешь, вот это тоже в городе. В Кокджа в село едешь, ты тоже часть города, да, там в Аламедин едешь, там сейчас Лебединовка становится частью города, да, там. Ну, давайте исходить из того, во-первых, собираются везти в город, Да. и тот момент, когда это реально станет городом. Угу. Это разные вещи. Это разные вещи. Сейчас, ну, например, конечно... То есть рынок, ты думаешь, будет позже реагировать? Да, рынок будет... То есть, конечно, сейчас теоретически, как бы, те люди, которые продают AMBs... Ажиотажа тоже нету сейчас. Нет, AMBs, Шарвул, Киттик, туда, Салавер, там, как бы... Конечно, люди в этом отношении начинают, что теперь мы город. Но, по большому счету... Пока это только часть маркетинга. Да, это часть маркетинга. Прям такое отношение к цене, я считаю, что это никакого не... Но когда это реально станет городом, то есть, когда, если район добавляют к городу, соответственно, там должны быть определенные инфраструктурные да, моменты, соответствия, да, то есть здесь мэрия сразу берет, то есть должны быть коммуникации, тряси и так далее. И когда они фактически там будут, вот тогда он реально станет городом, этот участок, например, район, и реально повысится цена. Ты сказал, любимые районы выше магистрали. Как ты думаешь, город естественным образом будет туда вверх до Воронцовки двигаться или по бокам двинется? То есть выше этих гор пойдем ли мы? Или все-таки мы дальше будем развиваться по сторонам? Мы пойдем ровно туда, где будет инфраструктура. Это свет, газ, канализация, дороги. Дороги. Ну, это некий такой баланс между тем, во-первых, где будет инфраструктура. Вот вторая часть моего ответа в том, что и безопасность человека. Конечно, смог это немаловажная такая деталь. Почему я люблю те районы? Потому что там роза ветров. Те районы — это первая линия розы ветров. Да, то есть и там проветриваемость хорошая. И там газ есть. Соответственно, там смога минимальное количество, то есть дети мои не будут дышать вот этим угарным газом. Вот. Нижняя же часть, она в этом утопает, к сожалению. Да? И мне, на самом деле, я очень сочувствую людям, которые там живут, и чьи дети, там, взрослые родители кашлять начинают там, именно от этого просто обычного воздуха, которым дышат. Вот. Поэтому растить мы будем вверх однозначно. Давайте на примере той же самой Алматы. Да, Алмата, он в горы залезла. В горах люди живут. Так, извините, там такие дороги. У нас там в центре города такие дороги, так там как не в горах. Да. Однозначно мы будем жить. Да, сейсмичность там выше, чем в городе. Не, ну окей. Также есть и СНИПы в зонах сейсмичности. То есть есть армирование определенное, да, которое ты должен ставить при даже одноэтажный, да, дом. Вот есть, например, там пару домов в Ортусае, которые построены по всем нормам сейсмики. Я зашел, так, извините, там Ригель, одноэтажный дом, Ригель вот такой же, как у вас. Частный дом, одноэтажный за мир. И я такой думаю, надо, слушай, мы построили по нормам. Я такой, нет, классно. То есть, пожалуйста, построй по нормам, до тебя трясти будет, боже мой, ты спокойно лежишь все дома и не паришь. К тому же есть система ЛСТК. Да, то есть, пожалуйста, ЛСТК, он как раз создан для того, чтобы быть в сейсмоактивной зоне. Там не очень комфортно в таких домах. Ну, опять же, давайте... Стены не дышат там. Ну, там есть много материалов, которые, то есть, и заставляют и дышать, и так далее. Ну, нужно же понимать, что, слушай, окей, ты там из кирпича, там, такой дом прям в горах будет сложно построить, потому что чуть потрясет, он может немножко там потрескаться, да? Поэтому здесь нужно находить середину. Но, отвечая на ваш вопрос, город будет расти вверх, город будет расти во все стороны, и вниз в том числе, потому что население разное. И в большей степени у нас сейчас, в большей степени в стране у нас население ниже среднего зарабатывает. Соответственно, в город хотят все, урбанизацию никто не отменял, а смогут они купить только, учитывая рыночные цены, смогут они купить только в нижней части города. Соответственно, он тоже будет расти. Да? Ну и человек по мере своего обогащения будет стараться
улучшать свои условия жизни и идти там, опять же, уже будет задаваться вопросом смога, розы ветров и так далее. Смотри, вот добавили в город Маевку, да? Вот ты сказал, там не очень предпочтительно. Будет ли там народ, покупать, жить, там, строить, или эта часть Бишкека все равно останется более дешевой, чем верхняя часть? Хотя это близко, с Маевки до центра намного ближе будет, чем, например, сверху спуститься. Согласен. Есть общепризнанные какие-то такие понятия, там, о недвижимости, о районах и так далее. Маевка по себе классный район. У меня там живут родственники. Да. Я к ним домой приезжаю летом, классно, там, и воздух и так далее. Нужно понимать инфраструктурные вот эти моменты. Это раз, да. Потом человек же, помимо того, как бы это ни звучало тщеславно, да, то человек еще хочет окружения. Да, то есть в верхних районах по большей степени, я не говорю за всех, я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Да. Там люди живут, разговаривающие на одном языке. Да, то есть человек, который там купил дом за $500 000, у него больше тем для разговоров с тем, кто дом купил рядом за $700 000. Такой человек хочет больше комфорта, больше там, спокойствия. И другие немножко вещи ценят. И он идет вверх. Да? А люди же, которые в большей степени живут в настоящий момент в нижней части города, там тоже есть дома за миллион. В нижней части есть дома за миллион, за 1,5, за 2 миллиона. И я говорю про большинство. Большинство на данный момент там. Меньшинство людей, у которых дома дорогие, они внизу. И там, опять же, инфраструктуры и население. Там парк сделали, там есть газ, там зелень. По идее, вода, там вот эти моменты все есть, но только по-моему, воздух. Смог, раз. Смог. И когда листья жгут. Смотрите, хорошо, сделали парк. Сделали канализацию, там тоже проводят. Да, то еще не везде подключили, но провели. Дороги сделали, окей. Нужно понимать, допустим, там рядом, например, многих элементов там точек притяжения нет, что человеку хотелось бы это видеть. Спортзалы, например, какие-нибудь такие, да, там, выше классом и так далее. Их пока там нет, поэтому человек тоже это рассматривает. И еще немаловажный момент — это, конечно, воздух. Да, в зимний период нижняя часть, она утопает, к сожалению, в этом отношении. Да, то есть это пока... И еще же есть такое мнение большинства. Стигма. Да, некая стигма, что вверху, значит, там класс. Да. Класс. Хотя, если честно, мы внизу как раз построили дом, получается, ниже Щербакова, мы там дом построили. Классно. Да, один из моих проектов тоже было ниже Ленинградской, мы там клубные дома строили, малоэтажные. Так до города, там, 2,5 километра. 12-13 минут. Да? Круто. То есть сюда вверх и обратно, например, я тоже думаю, может, не самому туда поселиться в этот дом, который я построил. Асфальт классно, налево поверни, все, нет асфальта. Зимой, тяжело добираться. То есть машина низкая, машина потом еще и выезжает, помыла, она уже грязная. Это же сталкиваешься с этим каждый день. Поэтому отсюда с этих мелочей и выходит то, что почему там дешевле. Потому что спроса меньше, цена же как образуется? Соотношение спроса и предложения. Спроса меньше, то есть а предложение большое, соответственно, цена падает, да? Да. Вот, пожалуйста. То есть, люди хотят в большей степени наверх идти. Ты упомянул, что вы продаете еще и на Иссык-Куле недвижимость. Сезонность у нас же 1,5 месяца всего лишь. По большому счету, да. По сути, ты покупаешь недвижимость на Иссык-Куле, 1,5 месяца только ею пользуешься, пусть будет, 2 месяца. Остальные 10 месяцев он поставит. Это самый главный минус, мне кажется, недвижимости на Иссык-Куле. Ты сказал, что там доходность может быть очень даже интересная. Давай поподробнее. Нужно понимать сегодняшние реалии. Да. Во-первых, после того, что наш ближайший огромный сосед — это Российская Федерация. Да. И сейчас, например, там многие россияне приезжают там отдыхать. Соответственно, туристов больше, зарабатывают больше и спроса больше на недвижимость на Иссык-Куле. Давай так, для определения недвижимости на Иссык-Куле мы правильно ли понимаем, да, что это касается какой-то недвижимости на территории закрытого пансионата, там какого-то резорта? Правильно? Это же не недвижимость, которая в селе или в самой Чолпоноте, правильно? Мы берем за основу недвижимость, в которой могут жить люди, которые хотят отдохнуть на Иссык-Куле. Да. То есть поехал, отдохнул, приехал. Вот мы про это. Коттеджи, квартиры какие-то, да, в закрытых городках и так далее. И не совсем закрытых. Из-за всех событий, когда к нам ринулась какая-то часть
российского туризма сюда, в Кыргызстан, конечно, стоимость повысилась. Соответственно, там люди приезжать, начали покупать что-то и так далее, и так далее. Потом, из-за также этих событий, к тому же последние, так сказать, такие масштабные действия нынешнего правительства с Искульской областью, это дороги асфальтируют, да. Ну, это Южный берег. Южный берег, ну да, то потом Асван решили строить, да, там потом в части принудительного оснащения этих комплексов очистительными сооружениями. Да. Это же тоже экология, это же инфраструктура, да, то есть люди понимают, блин, это круто. И умный человек понимает, блин, классно, Иссык-Куль растет. И вот даже я сейчас понимаю, Иссык-Куль растет, классно, это здорово. То есть вот эти все моменты, они дают плюс, да, внешнему инвестору, да даже внутреннему человеку, который у нас сплошь рядом рекламируют Дубай, Турцию, Северный Кипр. Да. Купи там. Да, там сейчас, конечно, превалируют они там по комфорту и так далее. Но, блин, мы же все равно в Кыргызстане живем. No. Я, допустим, вот, будь у меня, допустим, $1 миллион, да? Да. Я бы, слушайте, мне бесплатно, дай... Твоя вторая недвижимость на Иссык-Куле? Однозначно. То есть, Худай Бюрса, я строю там, покупаю себе дом семье здесь, в Бишкеке, вторая будет на Иссык-Куле. Однозначно. Блин, это наш. Да, то есть мы с вами совладельцы Иссык-Куля. Граждане, мы совладельцы Иссык-Куля. Почему нет, я возле своего озера не купить себе дом? Сколько стоит сейчас там квадратный метр? Там подразумевается под ключ, наверное, да? В большей степени под ключ там продают, даже те же самые коттеджи. Там и ходить ремонтировать, правильно? Да. В среднем квадратный метр, давайте брать коттеджи. В среднем квадратный метр стоит $1200-1800 за квадрат. Это как в Бишкеке. Ну так извините, там и строят по-другому. Туда также там строят даже пескоблока, там, я не знаю, так без утепления. Предложение. И туристическая зона же это. Это же турзона, а не жилая зона. А эти, допустим, коттедж в пансионате, это жилая недвижимость? В ней можно прописаться или нет? Можно. Ну, по крайней мере, признаюсь, сейчас таким вопросом я не сталкивался, чтобы кого-то прописывать, чтобы кого-то. То есть, Ну, допустим, постоянно жить-то. Пожалуйста, люди. Вот, единственное, если это круглогодичный пансионат. Потому что есть некруглогодичные. И там, просто будет холодно, потому что там делать нечего. Там никого нет, пусто, что там делать. Да? А так, если круглогодичный, пожалуйста, прописывайся. То есть прописаться, то есть если это жилой дом, ты можешь, пожалуйста, пропишись, адрес напиши, что тебе пропишут. И что, в практике я никого не прописывал. Я никого не прописывал на Иссык-Куле. То есть мы этим и не занимаемся. Но я чисто из логики вещей думаю, это не проблема. Кто покупает недвижимость сейчас у нас на Иссык-Куле? За счет чего будем? Вот это портрет средний или такой обычный портрет покупателя недвижимости? В основном наши граждане покупают. В основном наши граждане, также те, кто, граждане Казахстана, России. Это коттеджи, квартиры. Коттеджи, квартиры, да. Наши граждане покупают, они в части, многие, вот у меня есть товарищи, даже кого я знаю лично, чьи объекты я продавал, они там покупали в части с целью инвестиций, продаж, дальнейшей продажи. И он за год почти 100 годовых сделал. Я такой, я не верю, 100 годовых за год. Ну, почти в 2 раза выросла. Квартира. Цена выросла. Цена выросла в 2 раза, 100% годовых он, получается, заработал. То есть квартира X2 выросла 100% годовых. Ты думаешь, роль пандемии в этом есть? Да. Непосредственно есть, конечно. После пандемии мы начали любить ценить Иссык-Куль, ценить частные дома и так далее. Вот сейчас много строительных компаний начали туда, скажем так, ринулись, там каждый пытается пансионат построить. И я, например, очень с опаской на это смотрю, с 2 соображений. Первое, бизнес-модель, по которой сейчас строительство всего нового идет, это вот ежемесячные там оплаты, там взносы, ежемесячные оплаты, и за счет этих денег и строится, по сути, да, там. Очень малая часть из них — это собственные средства застройщиков, да? А на Иссык-Куле продавать можно всего лишь в период сезона. Потом их никто не покупает, забыли, все. Сентябрь, все приехали, школа, забыли, что там Иссык-Куль. Только летом, когда жара, начинают вспоминать, может, что-то надо было купить. И получается, за эти 2-3 месяца застройщик должен продать ее и подписать, чтобы он в течение года оплачивал. Еще будет ли оплачивать, еще другой вопрос, да? Потому что, обстоятельства свои. Как там говорят на кыргызском? Олёно иду в старан турмуштенет, да? Типа, обстоятельства жизни, и там, давай, потом. И мне кажется, многие вот эти пансионаты, которые строятся, они так под большим риском, да, там, совершатся ли вовремя, там. Я так скажу, вся страна под большим риском достроится. Ни одного застройки. По сравнению, давайте, с Бишкеком и с Иссык-Кулем. У меня лично такое мнение. Однозначно. То есть в этом отношении страх есть, конечно. И страх есть, что не достроят и так далее.
Но люди у нас в Кыргызстане любят риски. Вот вы продаете в рассрочку или прям за 100%? Мы за наличные продаем. За наличные или рассрочку там на пару месяцев. Существующие продаем. Готовые существующие. Есть некоторые, которые строящиеся, там объекты вот нам дали, вот, им строящиеся квартиры. Продаем за наличные, потому что продает собственник. Да, мы же от собственника продаем. То есть 100% оплата. 100%. Ну и обычно бывает такое, там, рассрочка на пару месяцев. Хороший взнос. Мы можем посодействовать тому, чтобы, слушай, владелец согласился. То есть он же нас слушает. Это коттеджи 200 квадратов. Или это квартиры там 50-60 квадратов. Да без разницы. Нет, вообще усредненная, как бы самая, которая продается. Это квартиры. Это квартиры примерно где-то 50-60 квадратных метров. Это бывают двушки, трешки. Там в эти 60 квадратов столько... Они пытаются только эти двухъярусные кровати. Там, да. И коттеджи, которые примерно там где-то по 90, по 120 квадратных метров. Эти коттеджи бывают... По 1200 и 1500, да? Да. Нет, это я вам говорю средние цены. То есть там бывает до 2,5 доходит. Коттедж, который уже тебе... Оборудование. Ну, где-нибудь там в Карвелл. Там и то и можно больше. Там в зависимости еще... От локации, от городка, да, от пансионата. А вот вы считали аренда от сдачи этих коттеджей или квартиры летом, какую доходность приносит? Плюс там же надо каждый месяц его поддерживать, же там оплачиваешь там, не знаю, какие-то стоимость обслуживания за... Не считал, честно, не считал. Мы, в частности, в аренде мы занимаемся крайне мало, у нас больше... Нет, вот как бы покупатели интересуются, и уже эти вопросы, наверное, интересуют, как бы волнуют, нет? Кстати, подождите, да, слукавил, мы продавали один коттедж, и мы считали доходность. И, чтобы продать, мы должны были сказать, какая там доходность. И там был следующий у нас... Они сдавали в день коттедж, у них в среднем уходило $80 сдача, коттедж, $80 в среднем в день. То есть в зависимости от дня. Понедельник, вторник, среда дешевле, да. А по $80, допустим, там 4-5 суббота, воскресенье по $120 они сдавали. То есть мы считали, допустим, ну, слушай, даже если 25 дней, ты там в месяц сдаешь, допустим, там пару дней, там, может, не быть, там чего-то, и умножали это, допустим, там на 2,5 месяца в среднем. Да, то есть потому что он круглогодичный был. Мы именно в летний период считали, что слушай, в летний период ты можешь столько заработать. А все остальное, весна, осень, зима, ну, там, конечно, такое, чисто так, на поддержание штанов, так сказать. Вот, и выходил, вот сейчас даже если умножить вот это все дело, там у них уходило коттедж, если даже $80 на 25 умножаем, ну даже если на 2,5 месяца, да, ну $5000. $5000, ну и давайте всю остальную сдачу, весна, осень, зима, мы не будем брать прям за основу. Потому что уже, по сути, какая. По большому счету, да, это будет на поддержание $5000. При этом коттедж сам стоит около $150 тысяч. Да, 150 тысяч долларов, это 5 тысяч, это получается 5 меньше 5 даже, там, 3% годовых. Это получается 3% годовых. То есть очень малая, слабая лоза. Вот это, ну, опять же, мы не говорим про все коттеджи. Некоторые коттеджи бывают, стоят в месяц, в день по $300. Что она 100% занятость, да? Там вот тот коттедж, который мы продавали, он был не в городке. Он был такой обособлен, там такой типа сами сделали что-то, какой-то городок. А если брать, например, там тот же самый Кармен... Ну, там... как ты видишь, куда движется вот недвижимость на Исакуле? Да как-то... Больше ближе к озеру. Больше квартир, больше коттеджей, больше городков. Или прям уже Чолпан-Ате начнутся скоро строиться, и люди будут там жить. Примерно то же самое Чолпан-Ату взять. Да. Придет время, когда все старые постройки будут сноситься и будет строиться новое. То есть всегда же так построили, снесло, еще выше, больше и так далее. Будет отвечать спросу. Да, по большей степени на Исыкуль хотят поехать или там отдыхать те, кто живут в этих квартирах. Я считаю, мое чисто субъективное мнение, на Исыкуле будет больше пользоваться спросом именно коттеджи. Коттеджи, какие-то домики, одноэтажные, чтобы можно было, ну, без этого квартирного вайва, да, потому что люди все-таки идут отдыхать. Погулять на травке, что-то выйти на задний дворик, подышать, там в трусах, постоять, там позевать, да, это да. Ну, мне кажется, коттедж 100 квадратов по 1200-1500 это солидная покупка. Ну, слушайте, люди есть такие. 120-150. Ну, не все же обязывают. Мы сейчас же говорим про ту недвижимость, с которой мы больше связаны. Но там, если на Исыкуле за $50 тысяч ты целый дом можешь купить. Тоже Исыкуль. Тот же самый свежий воздух. Та же самая трава. Вот ты упомянул, что вы продаете и казахам, и россиянам, да?
А как они, у нас же, как они могут покупить частный дом, или точнее коттедж, тогда как у нас законодательством запрещено владеть землей иностранцев? А покупать могут, единственное, при покупке иностранцам, допустим, там, земли, неважно, на всей территории Кыргызстана, ему выдается не госак, не красная книга, а зеленая книга. То есть у нас законодательство Кыргызстан, наша страна не продает землю. И иностранец получит аренду? Зеленая книга не всегда это аренда, это не всегда аренда. В данном случае у него есть определенные налоги, но как таковую аренду... Вот в этом отношении я вам скажу... Сейчас точно ответить не смогу. По крайней мере, Но иностранец может зарегистрировать за собой в регистре свой коттедж, правильно? Конечно. Строение без проблем. Строение на него оформлено. И налог на него тоже пойдет. Пожалуйста, конечно, налоги должны на него пойдут. А вот на землю у него будет не красная, а зеленая книга. То есть в этом отношении это одна из немногих стран в СНГ, где страна не продает землю иностранцам. Ну, естественно, я с этим согласен. Как-то, мне кажется, все-таки спокойнее. Так спокойнее. Конечно, инвестиционно, экономически это немножко невыгодно. А вот помимо русских и казахов, да, скажем так, у нас же еще туристы с этих с залива приезжают, с арабских стран. И почему-то не все они часто на Иссык-Куле, они куда-то там в Сусамыр постоянно, там в горы, да? А иссык-кульскую недвижимость им никто не предлагал там или нет? Нет, они тоже ездят на Иссык-Куль, да. Им устраивают туры, тоже мои знакомые товарищи, но они вот в заливе гор нет, мало гор. Вот этот пляж, и это море, им вот так уже, они там родились, живут, им неинтересно. И они едут в горы, вот это вот их вот скалистые горы, там пейзажи, они просто от этого недоумевают, классно. Поэтому им априори больше интересно там, поэтому их возят на лошадях кататься, у речки посидеть, в юрте пожить, там чай попить, самовар. А китайцы нет, кстати, не покупают на Иссык-Куле? Ну, опять же, я не могу сказать, что я знаю всех покупателей. Ну, вот, как бы, я просто посмотрю, как бы, вы сталкивались. Мы сталкивались, да, с гражданами Китая, да. Они, по крайней мере, на моей практике не было еще ни одного китайца, чтобы я ему что-то продал. То есть прям, чтобы... Да. Я продавал, то есть владелец был китаец, я продал, но чтобы китайцу продать, покупателю, у меня в моей практике за 6 лет не было. Но интересуются многие. То есть наше здание, которое мы продаем, там сооружение, допустим, выше 1 миллиона, очень много китайцев, очень много граждан Китая нам звонят, приходят, спрашивают, с переводчиками, мы с ними там прямо обсуждаем. Они там хотят инвестировать, что-то построить, где-то построить гостиничный комплекс, где-то построить какой-то там офис и там еще что-то такое. Это в этом отношении, да. То есть в Бишкеке я встречаю их чаще, чем на Иссык-Куле. То есть как бы там я их реже встречаю на Иссык-Куле. Конечно, есть мнение, и это достаточно, мне кажется, правдивое, да, что в пик сезона легче отдохнуть за границей, точнее, дешевле отдохнуть за границей, нежели чем на Иссык-Куле, да? Ну, опять смотря какую за границу брать. Ну, там туризм, да, опиляют, там, я не знаю, от $700, от $500, там, 5 дней, 7 ночей. Там. Нет, в этом отношении, конечно, на Иссык-Куле бывает такое, что ты реально за неделю там можешь потратить там 1500-2000 чисто вот в наших же каких-то вроде пансионатах, да? А когда за границей, можешь там отдохнуть что-то по-другому. Но кому что нравится, да? То есть, согласен в этом отношении, Иссык-Куль бывает дороже. Да, мы элементарно с семьей считали так, с семьей поехать сюда или поехать сюда. Мы такие, я понимаю, что цены, в принципе, одинаковые. Ты, конечно, выбираешь. На Иссык-Куле там мы были, там классно, но мы там уже были, в принципе. А хочется новых ощущений, ты там выбираешь какую-то другую страну. Вот. Но в целом цены, конечно, там... Можно и отдохнуть и за 200 сомов в день на Иссык-Куле. И это реально. Мы когда были студентами, мы тоже... Да и сейчас, в принципе, там, конечно, вопрос в том, что выбираем мы это или нет, но Иссык-Куль дает нам сейчас отдых, там, 500 сомов в день. Там. Когда у нас там сэндвич поел, там... Ты купаешься в той же воде, что и тот, который за $500 отдыхает, и ты в этой, в принципе, у вас вода одинаковая. Да, возможно, пляж разный, но вода и воздух-то один. Вот. Ну и питаешься ты по-другому. А так в этом отношении Иссык-Куль бывает такое, что ты реально думаешь, как ты... А с другой стороны думаешь, что ж поделать. Это спрос и предложение. Возможно, мы хотим уже больше комфорта, а предложение этого комфорта маловато, поэтому цены начинают скакать. Я с вами соглашусь. И опять же, нужно, Замир, понимать, что вот мы с вами, давайте так, мы с вами граждане страны среднего, выше среднего достатка. Да? Но у нас есть и малого достатка, и есть
очень большого достатка люди. И поверьте, их разговор был бы по-другому складывался. Ну да, я То понимаю. есть те, кто, допустим, там зарабатывают, на самом деле, 20-30 тысяч сомов, у них другой отдых, у них другая недвижимость в голове, у них по-другому они совсем, у них была совсем другая тема, да. И те, кто, допустим, там, high-value, допустим, такие люди, те, кто там, возможно, месяц, куда говоришь, что зарабатывают 20-30 тысяч долларов, у них отдых другой, да, то есть у нас бы, у них, не знаю, вот я, например, пока столько денег не зарабатываю, дай бог, конечно, да, ну, поэтому я даже не могу даже предполагать, какой у них, возможно, отдых. Ну, конечно, я видел эти места, где отдыхают люди с таким достатком. Это, конечно, немножко другой уровень, да. То есть, ну, дай бог всему свое время. А у нас люди покупают, да, в Дубае? Мы же только слышим там какие-то там олигархи, которые на новостях светятся, там у кого-то что-то там в Дубае появилось. А так, как понимаю, там входной билет, недвижимость в Дубае, это от 300 тысяч и выше, да, там на любую квартиру. Отвечая на первую часть вопроса, у нас есть люди, которые готовы покупать в Дубае и не только в Дубае. Но зачастую мы их не знаем. Да, то есть у нас... А как у вас получается продавать это? И признаюсь честно, у меня есть партнеры, которые там есть в Арабских Эмиратах, у них там компании, мы с ними заключили соглашение, да, по партнерству между нашими компаниями. Мы в данном случае передаем информацию о нашем клиенте, и потом, то есть здесь его можем подогреть, отправляем туда, и он там уже да, его дорабатывают, да, дальше его там дальше закрывают. Да, и такие люди, ты не скажешь, что у него столько денег может быть. Да? Иногда это очевидная вещь. Иногда это люди, которых никто не знает, они не светятся. То есть они спокойно где-то как-то заработали и вот хотят вложить. Это люди, которые не хотели бы, чтобы в Кыргызстане знали о том, что Ни в коем случае. 90%, 99% тех людей, которые владеют такими деньгами, не хотели бы, чтобы люди там, знали, что у них в Дубае. Да, потому что у нас информационная безопасность и вообще в целом безопасность, уровень относительно стран, допустим, там, Персидского залива, да, там, они, конечно, у нас ниже, поэтому люди у нас что-нибудь можно. И вот в этом отношении еще ценят, когда ты работаешь с людьми, и ты понимаешь свою конфиденциальность. Тебе ничего, приватность какую-то, да, тебе конфиденциально, тебе никто ничего не узнает. То есть в этом отношении мы ценим информацию. И бывало случаи, когда, слушай, а ты же там обслуживал кого-нибудь, я говорю, слушай, ну, такая информация не разглашается. То есть, ну, это личная информация человека, как бы нам это доверили, мы как бы... Это часть бизнеса, по сути. Конечно. Говорят, в Дубае недвижимость нереально выросла, потому что все, скажем так, более-менее свободомыслящие граждане России все туда ринулись. Аренда вся полетела вверх, и как бы и недвижимость подорожала, что там, вообще Дубай, говорят, сейчас очень дорогой стал из-за этого. И как бы, я так понимаю, в недвижимости такая же история, вы подтверждаете? Да, я там проходил практику, ездил туда по работе, сидел с владельцами бизнеса, с владельцами компаний брокерских, да, и с теми, кто занимается сдачей в аренду. И там очень много граждан, да, России, да, там очень много граждан Соединенных Штатов Америки и очень много граждан Китая. Вот китайцев там очень много, особенно последние 2 года, они прямо говорят, слушай, китайцев очень много. И там, на самом деле, вот есть одно большое заблуждение. Туда едут в розовых очках. Думают, сейчас я там заработаю. Я сейчас куплю за 300, там, а следующий год за 500 продам. Да. Имеет место быть. И вот мне пришлось, чтобы провести анализ, мне пришлось очень многими людьми поговорить, потому что, давайте так, я делал некую такой график. Есть высокодоходные, среднедоходные, низкодоходные и убыточная недвижимость. Да? Вот убыточная недвижимость примерно 15-20% от всей недвижимости. То есть как может быть недвижимость быть убыточной? Купил за 200, на следующий год это уже 180-150. Такое тоже бывает? Такое есть. По факту. Это в Дубае? В Дубае. Так, окей. Потом есть... То есть на вторичке она дешевле? Ну, она потом падает, потому что появляется что-то новое, и вот эта недвижимость, которую построили там 10 лет назад, к примеру, или 5 лет назад, она уже, возможно, там район другой новый построился, этот немножко забытый, и цена, все туда поринулись, да? И он такой динамичный. Это убыточная примерно 15% от рынка. Затем идет низкодоходная. Низкодоходная это 5% годовых, 5-10% годовых. Это низкодоходная, да? Это составляет порядка 30%. 30% от всего рынка. Потом среднедоходная, да, то есть, допустим, от 10, там максимум до 20% среднедоходный. Это вы говорите о приросте в цене? Да, приросте в цене. Не до фототарелки. Из всех сделок, да, вот, которые есть, каждый день там их 1000, вот убыточные 15%, да, из всех сделок они убыточные. 30%
низкодоходные это от 5 до 10% годовых. От 10 до 20% годовых, даже до 25% это среднедоходный, их порядка там около 45%. То есть средний доход 45-50%, половина среднего дохода. То есть от 10 до 15, от 20 до 25%. Это средний доход в год, что тоже ценится. Да? Высокодоходный, допустим, там уже от 25 там, до 35% годовых, их там всего лишь около 20. Да? Ну, я, конечно, сейчас говорю плюс-минус, и высокодоходный, ради которого все едут, вот от 30% до 50% годовых, а бывает и там и до 70% доходит, их всего лишь 1-3% от всех сделок. Днем с огнем. А вот вы упомянули, что недвижимость, то есть предпочитаемые вами виды вкладывания, да, в недвижимость, это вот строящиеся объекты, участки. Вот у нас какая-то картина, когда ты вкладываешься в строящиеся проекты на уровне, скажем, на начальном этапе, да, ну, при условии, что там застройщик адекватный, там, как бы более-менее в определенные сроки построит. Какой прирост вы вообще наблюдаете или как? У нас? Да, в Бишкеке. А в Бишкеке, давайте так, я посодействовал продаже одной квартиры нашему клиенту, он заработал, сейчас я скажу, давайте я посчитаю. Ну, на основе одной квартиры, наверное, немножко будет статистично неправильно, да? Ну, как... Пример. В целом в нашей стране где-то примерно около 20%. Прирост это 15-20% годовых может быть, в зависимости от объекта и от застройщика. Да, то есть как ты купил, как продал. А у нас... Это даже не в среднем, это даже не в среднем, это даже только выше среднего. В среднем где-то около 10-15% годовых может быть. А у нас убыточный есть? Это только недострой какой-то. Там долгострой, да? Долгострой. Или изначально, которые дорого продавали, и потом, в принципе, остались на том же уровне. Ну, по большому счету, у нас убыточных как таковой если только долгострой. Вот долгострой одни убыточные, по большому счету. У них долгострой как таковой после нового законодательства с гарантией застройщика у них нет долгостроя. Государство достраивает самостоятельно, потому что у них есть там определенный счет, я думаю, это вам известно, да? И государство гарантирует того, что объект будет достроен. Поэтому туда все ринулись. Инвесторы с деньгами. А у нас боятся, потому что государство пока не контролирует. Но это нормально. Повторюсь, 100 лет назад у нас здесь люди передвигались в абсолютно другом транспорте и жили в юртах. И понятие о деньгах и таких инвесторах... А там, признаюсь честно, и там 100 лет назад был песок. Ну, там немножко по-другому повели себя люди, да? Вот. Там, 50 лет назад был песок. 50 лет назад был песок, да? То есть, как-то люди по-другому повели. Ну, это воля случая, да? По воле Всевышнего у них там так получилось. Ну, у нас так. У нас есть зато свои плюсы, да, в стране. Вот, поэтому, отвечая про доходность, у нас в Бишкеке около 10-15% средний. 10-15% годовых в строящихся объектах можно будет получить, а то и более. Вот на примере даже одной квартиры он получил... 10-15% прироста в цене. Да. Он заработал 16 тысяч долларов, 33% годовых он заработал. Прироста. Значит, за 30% годовых на строящейся квартире. 3. Я такой посчитал, думаю, слушай, Дубай, это не все квартиры дают столько, слышал. То есть он должен был вложить там порядка 60 с чем-то, он вложил только 48, не всю сумму дал, и при этом заработал 19, и как бы раз почти такой прикольный. Да, я тоже абсолютно с вами согласен. Мы недавно сделали исследование по статистическим данным, сколько у нас каждый год вводится жилья в эксплуатацию, сколько жилищного фонда имеет, сколько населения, прирост населения, да. И цифры говорят о том, что у нас достаточно дефицит жилья наблюдается по всей стране. И эта картина будет оставаться актуальным даже следующие, 50-100 лет. Поэтому как бы дефицит недвижимости, он будет наблюдаться. И это, наверное, и объясняет, почему у нас как бы доходность высокая на таких инвестициях, и вот даже потом, даже то, почему у нас аренда тоже высокая, да, на недвижимости. Кстати, добавлю. Да. У нас рост цен, лично вот наблюдение моей команды, в 2024 году еще будут цены расти, в 2025 году уже будет потихонечку устаканиваться. То есть, по нашему наблюдению, в 2025 году уже должна быть не такой большой скачок цен, как в 2023-2024 году.
В 2025 году уже должен быть. Чем вы объясняете? Тем, что достроится очень много объектов. Которые... И будет, то есть спрос, предложение, получается, вырастет, да, соответственно, спроса будет на месяц. Ну вот немножко мы статистику посмотрели, оказывается, в Бишкеке ежегодно вводится в эксплуатацию около 300-400 тысяч квадратных метров жилья. Угу. И эта картина была достаточно устойчивая за последние 10 лет. Только в год пандемии немножко было сокращение, а так и как бы даже вот с вводом в эксплуатацию существующих объектов, правда, надо тоже посчитать, сколько сейчас строится на данном этапе, да, но в целом как бы спрос очень такой большой на жилье. Это легко объяснимо. Урбанизация, возврат наших гастарбайтеров на родину, да, в связи с курсом до рубля и так далее. И потом нужно понимать, люди просто улучшают условия жизни. Оказывается, у нас каждый год приблизительно заключается 57 тысяч браков. И мы подразумеваем, что каждая новая семья, по сути, это и потребность в новой недвижимости, да? Но нужно еще понимать, что из этих 57 тысяч там где-то процентов 10 тысяч это уже люди, которые есть жили. Да. Или уже там второй-третий брак у них, да? Там. А потом у нас сотрудники говорят, давайте разводы посчитаем. По сути, каждый развод это еще добавление жилья. Да, это же еще на рынок, то есть они уже продают это. Нет, они же разделяются, значит, этому нужно жилье, и тому надо жилье, то есть еще больше жилья нужно, да. И продают то, что у них было совместно. Поэтому если... Круто. Как вы знаете, за последние 2, наверное, или 3 года у нас достаточно много было изменений в налоговый кодекс, ужесточение каких-то требований, мониторинга, да? Государство по-хорошему начало следить за своими доходами, как сказать, да? Ну вот, такие письма счастья, где люди получают, что, оказывается, у тебя была когда-то такая недвижимость, ты, оказывается, его продал по такой цене, будь добр, оплати разницу, да? Вот такие письма получаем. И как вы советуете, что вы советуете вашим покупателям при оформлении, вот, скажем, сделок? Потому что вот покупающая сторона, она хочет, чтобы была реальная стоимость отражена. Продающая не хочет платить обычно налоги, пытается, скажем так, или минимальную наценку показать, или же оставить цену, которая была, да. Вот. И как у вас это происходит? Что советуете? Что сейчас люди делают? В данном случае наша работа носит рекомендательный характер, да, и мы можем только посоветовать. Люди вольны сами принимать решение, какую стоимость писать в документе. По большому счету это должно быть фактически, должно соответствовать и теоретически, что написано, да. Но как бы если люди договорятся написать старую, пожалуйста, ему напишут старую. То есть спрашивают, а сколько стоит? Окей. То есть в данном случае нет уже такого рычага управления, что при нас посчитать, сколько мы насчитаем, столько и напишем. Да? Хотя здесь бы люди договорились. Поэтому мы лишь говорим то, что людей ожидает. В данном случае мы как специалисты всегда информируем. Слушайте, у вас, допустим, год не прошел, у вас такая-то сумма здесь стоит, если сейчас... По закону, да, я делаю ставку по закону. Если у тебя есть недвижимость, и которая была на тебе зарегистрирована больше 1 года, при продаже ее ты не платишь налог, правильно? Жилой фонд. Жилой недвижимость. Жилой фонд, да, объекты жилого фонда, если после момента регистрации владения, да, вне зависимости от оснований, ты в течение года, если продаешь, и есть какая-то наценка, то ты с этой наценки платишь просто по доходу. То есть эта наценка облагается по доходному налогу. Если почти не было дохода, соответственно, и налога нет, да, то есть... По истечении 1 года, то есть теоретически мы даже подавали в центральный аппарат налоговой службы письмо, так-то, там по одному объекту, и нам дали прямо... По большому счету, если нужно понимать, сейчас вот, если мы купили там за 50 тысяч, а через год, больше, чем через год продали за 100 тысяч, 50 тысяч, получается, чистого дохода у нас не облагается. Как бы так получается пока, по факту. Но мы всегда нашим... Но это только на одну недвижимость. Или 2 можно тоже. Да, или количество... Количество не зависит, по большому счету. Да, но опять же, здесь, наверное, уверен, здесь найдут другие статьи, когда, слушай, а ты там столько в год получил там и так далее. Возможно, где-то здесь и докопаются. Но по большому счету мы нашим клиентам всегда говорим, слушайте, у вас будет так-то налог, принимайте решение сами. То есть, пожалуйста, бывает такое, что договариваются.
Договаривались, слушай, давай укажем старую сумму, но я тебе на $1000 уступлю. Ты соглашаются, типа, мы говорим, слушайте, ну если вы будете больше года жить, допустим, и так далее, то там у вас налога не будет. То есть мы лишь консультируем, люди принимают решения сами. Я говорю, договоритесь, как считаете нужным. Государство это не запрещает. Пока. Пожалуйста, люди договариваются, там как-то... Так, для моего понимания, когда вы заключаете, находите клиента, клиент оплачивает ваше агентство, то есть вашу компанию, или напрямую клиенту оплачивает деньги? И вы от клиента уже получаете вознаграждение? Да, у нас договоренности с владельцем. Вот у нас есть определенная комиссия, там 1 или 2-3% от суммы сделки. Вот продали, допустим, там за $50 тысяч, да, то есть вот, пожалуйста, $1500 это наша комиссия. Да, то есть и он уже покупатель ему дает 50 тысяч, а уже владелец, продавец, соответственно, он уже... И я, то есть, правильно понимаю, допустим, ваша компания в данном случае такой на упрощенном налоге, да, там 4 или процента, 6% от выручки. 6%. От выручки и все, да? Да. Мы платим налоги, как полагается. То есть у нас есть договор, мы к этому договору прилагаем договор купли-продажи. Да, то есть, пожалуйста, и от этого уже исчисляется у нас 6%, мы отдаем государству. А что происходит с коммерческой недвижимостью, когда это не жилой фонд? Там по-любому платишь. Там и продавец платит? Там в любом случае ты платишь, да, 10% от продажи. Не от вообще, просто от продажи. А от продажи? Не от... От разницы. То есть ты в любом случае, хоть 10 лет прошло, ты там 10% заплатишь. А вот для моего понимания, там налог с продаж 2%, там это тоже взимается? НСП, нет, НСП, там просто, насколько я знаю, там подоходный налог 10% от с разницы. И все. То есть это же физлицо. Ну, это когда несколько квартир, наверное, там уже НСП и НДС. Несколько квартир. То есть несколько коммерческих площадей, да? Если несколько коммерческих площадей, если государство зафиксирует за человеком коммерческую деятельность, то, во-первых, обяжет зарегистрироваться как коммерческий там, субъект, да, а во-вторых, там уже будут свои налоговые исчисления. Но по большому счету, если человек просто купил, пользуется, то есть и видите, государство что же, как бы умные, да, специалисты сидят, они понимают, к примеру, ты там за год, у тебя там 7 сделок ты сделал, да, и все по нулям. Купил за 100, продал за 100. Купил за 100, продал за 100. Купил за 50. Они такие, они же пахнет-то чем? Ясно? То есть человек, видать, они уже начинают там элементарно могут вызвать на беседу. Что, почему, как, к чему, да как. Там штрафы заплатят и так далее. Зафиксируют, одну продажу зафиксируют такую. Просто пойдут элементарно к тому же покупателю, который у него купил, и там как-то почему купили? Там за 70, 20 тысяч, так, окей, это же уже голочная пахнет. Да. Да, там скрытие налогов, там ущерб государству и так далее. Поэтому в этом отношении уже... И такой еще вопрос. Вот аренда, да, вы сказали, часто вот 80% рынка, по сути, через риэлтора проходит аренда, то еще. Там в основном арендаторы какой налог платят? 5%, 6%, то есть 6%. Раньше был патент. Арендодатели? Арендодатели, извините. Ага. Вот, в данном случае... Или это все как-то пока серая зона? Не, почему? Ну, в большей степени, когда квартиры сдают, по большому счету, много в сером. Вот недавно были рейды, когда там понятно, через домкомов узнавали, где чем кто живет, к ним ходили, а где там звонили владельцам, у тебя патент есть, нет, и так далее, и так далее, и так далее. Патент, по-моему, сейчас убрали. Насколько я знаю, да, упрощен, то есть добровольный патент убрали. Значит, теперь нужно регистрироваться как ИП? по ИП, либо как ОСО, там, к примеру, и там платить уже налоги, да. Вот, а какая форма налогообложения? Там же зависит от... Там на период тебе дают то, что ты там должен сдавать, а потом тебя уже садят. Ну, и, в общем, я не налоговик, я продавец. Это с налоговиками нужно уточнять. Но, по большому счету, по факту, все внушительная часть в серую. Это сегодняшний реалий. Это сегодняшний реалий, потому что, как-то... Теперь еще такой вопрос. Вот суммы сделок, ваших, да, 200-400 тысяч долларов, большие суммы. В России, вообще на Западе практикуют такой escrow аккаунт. Там это условный счет условного депонирования, деньги ложатся на счет, и только когда там это все будет переведено на них, да, на продавца, на покупателя, извиняюсь, деньги высвобождаются, и банк передает его покупателю и продавцу. У нас такое практикуется вообще? Были ли такие случаи? Недавно у нас должен был быть такой прецедент, когда хотели так сделать. Мы начали обзванивать банки,
И, Не все предлагают. во-первых, не у всех есть, а во-вторых, даже те банки, у которых есть, и многие те специалисты, которые там работают, типа, на моем веку такого еще не было, и последний, говорят, они смотрят базу, последний раз такой счет открывали там 4 года назад. Представьте, банк, то есть, Спроса нет. вообще очень крайне редко, и я такой, прикольно. То есть в теории как бы это классно, да, и во-вторых, некоторые банки берут процент от вложенной суммы, а некоторые просто продают сам счет. То есть, это стоит там, 10 тысяч долларов, да. Насколько помню, самый дешевый скролл-счет был у Оптимы. Да. Самый дешевый у них. То есть они просто за счет покупают, и не важно, сколько там положишь. Это очень удобно. Другие же банки там, насколько помню, брали процент от суммы, что не совсем выгодно. То есть там, мало ли, 300 тысяч положишь, там как бы это сумма выйдет больше, чем я 10 тысяч долларов. Да. Вот, поэтому в практике крайне мало встречается. И у нас должен был быть прецедент, но так не случилось, потому что мы посчитали, и мы говорим, давайте тогда так. Мы тогда сопроводили их охраной, как полагается, пересчитали им, проверили подлинность. И еще один такой вопрос. В Америке есть такая практика seller finance. Это когда продавец получает часть денег за недвижимость, за остальную часть же суммы оформляет как будто займ, долг покупателю и ставит арест эту недвижимость. Но недвижимость переводится на покупателя. Вот покупатель на себя оформляет недвижимость, часть денег отдал продавцу, на остаток суммы они оформляют договор займа с процентами, как положено, и вот получается, он потом в течение какого-то там уговоренного срока, там 3 года, 5 лет, и выплачивают продавцу с процентами. Было такое когда-либо? У нас такое невозможно. Почему? Потому что у нас кредитная деятельность, финансовая деятельность — это лицензируемая деятельность. То есть, это невозможно сделать простому гражданину. А во-вторых, в принципе, такая же модель очень схожа с договор купли-продажи со отсрочкой платежа, где, к примеру, я тебе дам отсрочку, допустим, на 5 лет, но тогда цена будет не 100, а 150 тысяч долларов. И тот может согласиться, все, они договор купли-продажи оформились с отсрочкой платежа, пошли оформились, и... покупатель ничего не может. В договоре с отсрочкой платежа техпаспорт в итоге получается на покупателе уже или на продавце? То есть там будет штамп, что покупатель, и в техпаспорте владелец покупатель с отсрочкой платежа. Но он обремененный. Обременен. Пока не оформлен. Пока полностью не оплатит. Плавно переходим в эту сферу финансирования, да? Вот сделки, которые совершают, скажем, ваши покупатели, ваши продавцы, покупатели, ваши клиенты, они 100% наличка или какая доля из них через банк имеется в виду, ипотека? 80%, 80% у нас наличные. Вот на рынке Кыргызстана все равно доминирует кэшевый. Лично в нашей практике. Мы не весь рынок владеем, не всем рынком. Но в нашей практике 80% наличными. Да, то есть 80% дают, а остальное 20%, да, кредитование, ипотечное кредитование, просто кредитование, да, там рассрочки встречаются, обмены, да, У нас бума или как его, пузыря, такого нету, да, как? Пузыря чего? Обычно пузырь же образуется из-за того, что все закредитованы. Ага. На Западе, в сфере недвижимости, все закредитовано, каждый должен банку, все сделки через банк, то есть через банковское финансирование, да? У нас далеко до пузыря, как я понимаю. В основном все кэш. У застройщиков то же самое, на самом деле. Более 95%, наверное, даже, может, 97% все происходит за счет кэш. Но в рассрочку. В рассрочку, без банковского кредита, да, финансирования. Да, в рассрочку. И было бы банковское кредитование, если бы, точнее, банки же не могут кредитовать несуществующий объект. Видите, то есть и в залог-то ничего не могут. Димирбанк, например, практикует несколькими застройщиками. Да, в этом отношении, видите, мы с застройщиками мало работаем, поэтому я могу быть не осведомлен. Но в большей степени у нас мало какие банки в этом отношении могут брать несуществующий объект, то есть не сданный в эксплуатацию. Боятся. Была очень приятная беседа, такой, скажем, в мир риэлторства или брокерства, да, как вы называете. Спасибо, Пазылджан, что нашли время. Спасибо. Я желаю вам успехов в вашей деятельности. Я уверен, мы с вами еще много раз столкнемся. Как раз так, мы в одной сфере, да? Вот. И последние пару слов нашим зрителям на YouTube. И, наверное, на этом завершим.
Но, наверное, завершить я бы хотел тем, что, ну, раз я представитель специалистов по недвижимости, тех же самых риэлторов и брокеров, ну, во-первых, осведомить о том, что у нас сейчас мы на стадии создания ассоциации, да, специалистов по недвижимости, ассоциации риэлторов. А во-вторых, ну, нужно доверять людям. Но, опять же, понимать, кто из них есть кто. То есть, если вы доверяете специалисту, да, то есть, ну, нужно иметь основания, как бы, человека, который себя позиционирует специалистом, но он должен себе что-то представлять. И на самом деле те же самые умные специалисты, риэлторы, брокеры, да, признаюсь честно, у нас внушительная часть риэлторов тупые, да, то есть, ну, как бы, им не стоит доверять недвижимость. Но есть очень квалифицированные специалисты, которым стоит доверить, они вам продадут недвижимость дороже, безопаснее, а если вы хотите купить, то купят вам подешевле, чем вы хотели бы. То есть он, наоборот, помогает и в ту, и в эту сторону специалист. Так что специалистам нужно доверять. Я считаю, что нужно работать через специалистов. Уважать свое время, ресурсы, нервы. И главное его правильно выбрать. То есть я не говорю, только нас выбирать. Нет, кому, кто близок. То есть по духу, по языку, без проблем. Да, ну, главное правильно выбрать. Специалисты вам помогут сэкономить очень много времени, ресурсов, времени, нервов и так далее. Вот. Ну, а в целом, я желаю вашему каналу процветания. Я сегодня первый гость, оказывается. Да, вы наш первый. Мне очень приятно быть первым. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Думаю, еще будут какие-нибудь интересные темы, и еще с вами побеседуем. Уважаемые зрители, цените риэлторов. Это очень честный, достойный труд и создает ценность, экономит время, помогает вам продать, найти вам. Поэтому не обижайте риэлторов и будем честны друг с другом. До свидания.